Ассаламу алейкум ларми нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Паркал, спасибо всем. Пообщаться, поговорить, так сказать, немного так о нашей истории. Ну, начну с того, что мне прислал один наш брат. Некоторые нарнийские, так сказать, долбозвончики есть и не существуют, есть везде, как вы знаете. И сейчас мы обязательно ответим на вопрос, что написал один Сюйлай. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Как погодка в Башлам-Чечне? Погода нормальная, морозы не крепкие, немножко настигли, все потихоньку. Так вот, сегодня один из подписчиков отправил мне вырезку, там один из Сюйлай пишет, что якобы книга, написанная даже не книга, вырезку о кавказских горцах, якобы он пишет, которая там, Ичкерия была заселена, говорит, аварскими ханами до того, как там появились чеченцы. Ну, а остальное лабуда там, из-за чего якобы это та же самая басня, сказка из-за кровной мести. Там еще есть новая версия того, что рассказывают, говорит, оказывается, попали, говорит, под сильное влияние, говорит, грузинского царства чеченцы. В данной ситуации чеченцы в основном. Под сильное влияние грузинского царства. И чтобы уйти из-под их влияния, и плюс из-за кровной мести, и плюс из-за малоземелья, якобы перешли и заняли земли Ичкерии. Рассказывает об этом один из нарнийских Сюйлей. Ну, Сюйлай не знает, и опять же, получается, говорит, выгодно было, говорит, чем больше людей, которые платили ясак, нежели подать, чтобы были под крылом аварского хана. Вот что самое интересное. Ну, ладно, понятное дело, что с головой человек не дружит. Понятное дело, что Сюйлай любят тоже пофантазировать и не, в принципе, не так, как говорится, ничем не отстают от других нарнийцев, которые есть у нас по соседству. Ну да ладно. И опять же возникает вопрос. Самое интересное, что? Самое интересное то, что у меня возникает вопрос. Даже не как у историка, а у простого обывателя, представителя там ночи народа. Вообще, по сути, есть несколько непонятных ситуаций того, что он говорит, его слов. Речь идет о 19 веке, начало 19 века. Он говорит, что заселены земли Ичкерии, по полочкам хочу разложить, заселены земли Ичкерии в начале 19 века. Там речь идет, опять же, идет о Дышни, Тейпах, там речь идет о Белготоевцах, там речь идет о Харачоевцах и о Чермоевцах. Якобы перечисляет он. Этот Сюйлай перечисляет. Но мне самое интересное другое. Во-первых, насколько я знаю, по переписи 1811 года или 1933 года всех Сюйлей вместе взятых, всех вместе взятых обоих полов, женских, мужских, общество Сюйлай насчитывается в пределах 25 или 30 тысяч. Все. Даже если гипотетически представить, добавим туда андийцев, которых было и того меньше, добавим туда дидойцев, которых было вообще, хотя я не говорю, что Сюйлай андийцы, дидойцы, что они Сюйлай.
Я этого не говорил. Даже если их вместе взятые по этому списку, по списку 1811 года, всех плюс-минус их количество где-то 50 тысяч. Вместе все взяты. 50-60 тысяч. Раз. Сами они живут на голых скалах в высокогорье, где нету ни деревьев, ни плодородных земель, ничего. Самое странное и удивительное, что первое. В 10 раз меньше силой в то время, если не в 20 раз, чем Нохчи. Раз. Второе. Переселение в начале 19 века или даже 18 века это не имеет ничего под собой основания, потому что там есть захоронения, могилы, которым старые могилы, не доходя даже до Ичкерии, в Чеберлой-Мохке есть могилы, которым 700, 800, а некоторым и 900 лет. Если даже берем Чеберлой-Мохк, вы знаете, это самое, что не есть граница Сюли, сегодняшняя граница Сюлой. И она входила в часть Ичкерии. Получается, а в то время Сюлой вообще нету, в этой местности и рядом нету. Почему? Потому что они жили далеко за Гойхи. Не, то бишь, Нохчумата. Гойхи, а по-русски Сулак. Было в 10 раз меньше. Жили сами на камнях неплодородных землях. В то время вообще упоминания, что они были ни в одной научной литературе нету. Что они жили там, остались и что-либо нету. Дальше продолжаем. Нету ни одной официального документа, бумаги, ни на арабском, ни на каком языке. Ни одном, которое могло бы доказать, что кто-либо, хоть один человек, платил ясак силой. А вот об обратном есть документы. Но об обратном оставим. Исходя из всего, не имея нормальный человек, который, это знаете, как получается? Хочу вам пояснить. Получается так. Вот я миллиардер. Я сам миллиардер. Живу в землянке. Ем очень скудно то, что есть. А вот мои подчиненные якобы живут в великолепных каменных башнях, домах, едят вкусную еду. Земля у них, маша Аллах, плодородная, очень богатая. Я уже со всех сторон. И сами те, кто живут там, зажиточные. А я вот владею всем этим, живу в землянке, земли моей плодородной нету, ни для меня, ни для моих подчиненных, которые близкие, родственники, все остальное. Не кажется ли вам это немного странным, попахивающим коровьим навозом? Конечно же, это все чушь полная. Это полная чушь, бравада и неправда. Не то, что говорить об ичкерийцах. Об ичкерийцах я даже молчу. Области Ичкерии. Даже проживающие в Аухе, на ауховских землях, это исконные земли ауховцев, чеченцев. Их никто не приглашал, никто их не звал. То, что делали набеги соседей по мере возможности, когда занимались раздором между собой, становились слабыми нохчи, то есть начинали, как всегда, зазнавшись, поднимать там по ветру нос, когда начинают богатеть, или становилось их меньше из-за различных войн. В этот момент, конечно, пользовались.
И сюйлой пользовались, и гумки пользовались. И не скажу, что новые, возможно, и новые пользовались этим. И делали нападения. И это абсолютно правда. Они делали нападения, и чтобы избежать этих конфликтов, каждый раз вести с ними, поскольку силы в различные периоды были неравны, конечно же, приглашали одного из них. И как его держали в качестве управленца, и как его прогоняли или убивали, об этом тоже есть достаточно информации. Как бы что бы ни говорили, даже во время войны, Большой Кавказской войны, во время, когда имам Шамиль был имамом Чечни и Дагестана, больше всего в этой войне погибло чеченцев. Никого из других национальностей столько не погибло, сколько погибло чеченцев. И именно благодаря чеченцам и чеченским землям, Нохчи землям, эта война, их мужество, отваги, благодаря чеченским воинам, простояла и продлилась без малого еще 20 лет. 19 лет, 20 лет. А когда ушел Шамиль из Чечни, не простояло и полгода. Кто больше ценил и охранял Шамиля, кто его уберегал от всего этого, больше или меньше, сегодня бьют в грудь, там, мы начинают говорить, там, что мы такие якобы сильнее. Да, любите кого угодно, никто вам не запрещает. Однако нужно отдать должное, пока был с чеченцами, его никто не брал. И он не сдавался, или не шел на переговоры и так далее и тому подобное. Его никто не грабил, его караван. И так далее, и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Даже в эту войну, где погибло больше всего чеченцев, ни сюли, ни гумки, ни газгумки, ни цадахрой, ни один народ столько не пострадал на Кавказе, вот именно с восточной части. Западной это были братья-адыги, тут не поспоришь. Но с восточной стороны никто не погиб столько в этой войне, сколько чеченцы. В войне и до войны даже. Во время так называемого установления этого правления. Это сейчас становятся, какие-то документы всплывают, сожжение людей в Шарое. Мы знали об случае убийства, там чуть ли не вырезали в Чеберлое целый тейп. А здесь в башне, оказывается, до 30 человек сжег. Ситуация в Итум-Калинском районе, местности Итум-Калинская, это с Губашем Гухоевским. Сколько таких случаев было не зафиксировано, неизвестно никому. Никому неизвестно. Вот. И даже несмотря, опять же я говорю гипотетически, по воинственности, по военному делу Нохчи нисколько не уступали силе. Нисколько. Столечко не уступали. Единственная проблема у нас была по мужеству, храбрости вообще. Улях не стоят. Но была проблема всегда, у нас была раздробленность между собой, этого спорить нельзя. Мы не любим, когда кто-то из не нашего тейпа, даже если и нашего тейпа, чтобы поднимался выше, и вот это политическая нестабильность, разобщенность. Когда это появилось среди нас, и кто заложил вот это зерно раздора, после чего мы отошли и от централизованной какой-то силы противостояния внешнему агрессору, я не знаю. Было ли это во времена Тамерлана,
было ли это когда... Хотя есть предположение, что это началось со времен нашествия монголов. Первое нашествие. Это когда Субиде и Джабе первые ступили на наши плоскостные территории, и пришлось с ними вступить в бой. Есть фольклор, есть легенды об этом, где говорится, что были некоторые представители, которые якобы помогали, вели переговоры с ним. Опять же, для чего? Для того, чтобы... А эта тактика была любимая у монголов, они ее применяли уже и позже. Это со времен Чингисхана, а потом еще и во времена Тамерлана. Эта методика была очень хорошая, использовалась. Она заключалась в том, что... нужно... Валейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Нужно было заключить договор. Первым, кто заключить договор, становился протекторатом тех войск, которые были более сильны. Ну, то есть, да, ситуация, это войска Чингисхана, монголов, еще до Тамерлана. Но одна история показывает другое. Они сперва давали возможность, подымали, кормили, дарили им хорошие подарки. И после того, когда сламливалось основное противостояние этого народа, уничтожали и тех, кто служил им. Если они, опять же, не носили какого-то характер того, что они нужны в дальнейшем. Но в основном уничтожались. По крайней мере, об этом говорится. И там речь идет не только о нашей территории. В дальнейшем правлении и управлении 280 лет, когда они правили всей Россией, то же самое было. То есть туда приходили, каждый хотел там быть главным, кто собирает подать и отдает там татаро-монголам, татаро-монгольскому игу или Золотой Орде отдает вот этот штандарт, который позволял собирать, ну, нынешними словами, налог. Вот. И чтобы они были главные. И за это стояли разные князья в очереди. После того, конечно, после сражений и проигрышей. Возможно, в этот период я сказать однозначно не могу. Валейкум ассалам. Вот. Но факт остается фактом, что бы ни происходило, всегда нам боком выходила та ситуация, когда мы всегда в нужный момент, вместо того, чтобы объединяться, брали кого-то со стороны. И вот вы видите, сегодня прошло фактически без малого 200 лет, и люди упрекают и говорят, типа, вы нам... Ну, еще раз говорю, если я миллиардер, богач, и мне люди платят подать, я не стану жить хуже, чем те, кто платит мне подать. Нарнийцы, сюили-нарнийцы, которые пишут эти статейки, должны прекрасно понимать это. И еще. Есть много людей, которые начинают вот хаюкай доуда, шу хаюкай хардия, шу вождия, шу. Есть наши адвокаты, которые очень сильно любят учить и заниматься поучительно, заниматься тем, что, как говорится, нравоучениями заниматься. Уважаемые мои братья и сестры, если вы являетесь истинными нохчи, представителями чеченского народа, это дело должны были не один я или не из десяток нас, а должны были делать все. Когда вы позволяете под оболочкой красивой, они знают, самое уязвимое место для нашего народа – это религия. Это первое. Второе – мнимое братство. Третье – это финансы и так далее и тому подобное. Можно продолжать и дальше.
И когда вам под разными этими ступенями преподносят, что вот если вы будете противостоять, там, вот ты будешь красавчиком, а вот есть у вас там такие нехорошие, которые всегда пишут нам гадости. Я гадости никогда не пишу. Я соседей не задеваю. Мне абсолютно по барабану. И Сюли, и Галгай, и Хири, и Галгайский, и Норы, Румки. Все, кто живет по соседству, включая Гюджи, мне абсолютно по барабану. У них своя республика, у них своя история, у них своих людей достаточно. И внутренних проблем, и внешних проблем достаточно. Мне хватает и моего. Я занимаюсь своей историей. Но позволять каким-то нарнийцам, какой бы нации они ни были, рассказывать сказки, якобы вы у нас взяли и делаете великую историю, кто вы такие, чтобы мы у вас что-то брали? Я этим людям это адресовываю именно. Опять же я говорю, любой национальности разницы нету. Но я с врагами не так трудно их посадить на свою пятую точку, извините за выражение, за то, что вот именно с точки зрения истории, науки, это не сложно. Сложно со своими вот этими миротворцы. Есть чапалахами, которые бегают такие вечно. Ну как же, мы же без них, вот, мы же братство, мы же это, то все. Какое братство? Вы о чем? Алло, гараж, вы о чем вообще говорите? О чем? О каком братстве? Разве кто-нибудь отрицает о том, что мы справедливы, честны и хорошие отношения у нас с теми, кто с нами справедлив и у кого хорошие отношения к нам? Мы всегда будем благодарны любому человеку. Вот у нас наша ментальность, в наших традициях, нашей крови так. Мы всегда максимально помогаем и делаем все, что касается благодарственных отношений. Благодарим всегда в 10 раз больше, если к нам хорошо относятся. Понимаете? Это не проблема вообще. Поэтому это все, что есть, все, что вот эти разговоры несут, которые ведают. Ну, что вы хотите от меня? Сами вы готовы, если вас обливают, поливают грязью, поносят вас, называют вас там, данниками и так далее и тому подобное. Вы сглатываете все, говорите, это несерьезно, это Русик сказал, это несерьезно, это какой-то Сюлой сказал, или какой-то Нарниец сказал, и относитесь к этому несерьезно. Проходит там, брошюры печатают, книги печатают, потом вы просыпаетесь, потом ваш сын начинает учиться, образован становится, говорит, а вот здесь говорят, что мы были такими-то, сякими-то. И тогда вы начинаете, да вот мы, их в свое время. Нет, поздно. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Поздно будет говорить, я вам могу показать. Сегодня мне прислал один из подписчиков наших. Сейчас я вам покажу. Если вы думаете, что вот я что-то специальное. Я же его сохранил вроде бы, да? Сейчас я постараюсь вам показать, о чем я вам говорил. Хотя я много раз печатал. Это уже не первый документ. Кто же мне его прислал сегодня? Его мне прислал. Кажется, вот. Да, вот, сохраним. Сохранить. Переслать. Не так. Я сейчас ему покажу вам. Вы поймете, о чем я говорю.
Тут, походу, опять я его сохранил. А, вот он. Давайте я вам покажу документ. Так. Так вот. Есть два документа, которые уже попались ко мне. Первый документ. Это когда сюли пытаются отделить наших нохчи акинцев от нас и назвать, сделать их отдельной нацией. То есть свидетельство о рождении, вы видели, да, я показывал его. Свидетельство о рождении написали мать акинка, отец акинец. Наш брат, который является Ахки, по Тейпу, Тухому, сфотографировал, подошел и сказал, что это такое? Нету такой нации акинец. Мы чеченцы, и мы из рода акинцев. И потом якобы она ошиблась, так ни в одном месте, там все свидетельство о рождении. Это сюли сделали. Это сделали сюли принципиально, и они сегодня, Красный Горшок в том числе, принципиально делает это все. Точно так же занимается, они везде пишут, что якобы акинцы это отдельный народ. Они готовы их приписать даже к ингушам, но только не чеченцы, чтобы были. Чтобы чеченцы сказали, чтобы чеченцы вдруг, когда они будут ущемлять и давить акинцев, нохчи акинцев, которые являются представителем нашего народа, когда они будут давить акинцев, чтобы нохчи не помогли своим. Они скажут, подождите, они сказали, что они не чеченцы, почему вы их защищаете, и тем самым вбить между единым народом клин и отделить их. А дальше, как маленький представитель маленького народа или этноса, задавить его будет проще. Ну, как это произошло там с другими, я не буду сейчас называть. Вот для чего это делается. В моем понимании это делается вот для этого. Ни больше, ни меньше. Иначе никак это нельзя объяснить. И второй документ, который прислали, посмотрите. Опять же, я вам говорил, если мы не исправляем, будут попадаться официально. Это официальный документ. Видите? Этот документ выдали то ли где-то в больнице, то ли где-то. Посмотрите. Это карта. Это официальный документ, который скинули, карта, которую вы видите. Да? Понятно, о чем я говорю? В этих картах, даже после демилитаризации, этот документ выдали недавно. Но его сфотографировали, прислали мне. Или прислал тот, кто ему прислал. И здесь нету, опять же, здесь нету конкретно кому-то претензий там. Вот ты прикапываешься к одним там, только нас достаешь. Нет. Я вам пример привел про акинцев, я вам пример привел вот здесь. Здесь карты подделывают, на официальных документах делают. Там метрические пытались поделать. И не только там, даже в конкурсе по меду, принесли, сделали вот эту пасеку, красиво разрисовали, где часть чеченской земли они присобачили и сделали, получили. То есть в этой организации, где должно быть все вне политики, они даже туда внесли эту политику. Сейчас обычный наш нохчи Дечкпандур, чеченский Дечкпандур, который был, сегодня мне скинули, уже начинают говорить, что это древний наш инструмент,
который принадлежал только нам, потому что мы его сейчас якобы нашли, и только у нас он есть и так далее и тому подобное. Можно молчать. Можно молчать. Я могу промолчать, как и остальные, пойти там хорошо там зарабатывать, купить клевую машину, заниматься своими делами, как вы все остальные это делаете. Но мы в один прекрасный день проснемся, и у нас получится, что ничего у нас своего нет. Реально. Потому что карты они подделывают. Фитной они занимаются. Вчера они вот закинули карту, говорят, что мы забрали у кабардинцев землю оказывается, от селения Братское на русском языке, если сказать. От Братского на границе с Моздоком, которая. И до самого Грозного вот эти земли были малокабардинские, а мы их вот забрали, украли. Советская власть отобрала и отдала их нам. Нет, в то время это не советская, это в то время царская власть отобрала. Так она сильно любила чеченцев и отдала. Так сильно любила, что не позволяла чеченцам селиться в Грозное. Так сильно она любила. Особенно в те периоды. Это еще когда только построили крепость Грозная. Вот. Снизу там остальные перечисления идет. Это у Малой Кабарды своровали, эти выдали. Наурский, послушайте только, Наурский Шилковской район, исконно казачьи земли, переданные чеченцам. Когда такое за всю историю было вообще? Если Наурский и Шилковской район это исконно казачьи земли, так уж извините, тогда исконные земли, все, что принадлежали и относились к Сунжинскому округу или там и так далее и тому подобное. Все. Без исключения. Если Терс, Наурский и Шилковской район, это исконно Терс земли казаков. Если это так, то, извините, и это все принадлежит. И город Грозный, и вся часть, прилегающая левая сторона Сунжи по городу Грозному, все это принадлежит казакам. В принципе, и Назрань город принадлежит казакам. Потому что крепость Назрань и Владикавказ принадлежит казакам. Казаки были в то время, когда его возрождали, было что? Царская Россия. А на Кавказе все в основном опорная сила царской России всегда были кто? Казачество было. Абсолютно верно. Начиная с 16 века это казачество. Тогда возникает вопрос. Если чеченцы будут делать такую карту, каково это будет? Допустим, чеченцы решат написать, расписать, показать реальную картину, где какие общества проживали, и карту вам покажут, поверьте мне, у меня эта карта есть, она вам вообще не понравится. И вам не понравится ваша карта. И Сюлой не понравится их карта. И Румке не понравится их карта. Кому понравится, это нагайцам понравится. И, наверное, все-таки кабардинцам понравится. А остальные карты не понравятся. Никому не понравится. Из тех норнийцев, которые делают нападки. Потому что, по сути, маленькие ханства, княжества, горный участок небольшой фактически, где могут поместиться 5,000 максимум человек. И все. Чеченцы могут такую же карту сделать. Нефиг делать. 5 секунд можно сделать. Потому что мы знаем, какое было и Аварское ханство. Мы знаем, где находилось и Галгаевское общество вместе с Джайрахом. Даже если Цхорой были с вами, и Цхорой тоже. Это небольшой участок земли. Вообще небольшой. Но мы этого не делаем. Я не делаю, я вам говорю просто. Вот есть у вас чувак, который это делает. Посмотрите.
Если вот этих рисунок и писюлек этих не будет, которые рисуют, пишут их, тогда мы будем просто-напросто констатировать факты, зачитывать историю и все. Никаких проблем с этим не будет. Вчера, когда я говорил, задавайте вопросы, все молчали. Сегодня, когда я веду монологи, я рассказываю вам что-то, идут вопросы. Ну да ладно, будем отвечать по мере возможности. Ассаламу алейкум, башлам. Расскажи про чеченский тейп Чинхуай. Про тейп Чинхуай я рассказал. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Я рассказал об этом, кратко, если сказать. Это исконно чисто нохчи тейп. Живут на своих землях, нохчи чуя. Они не пришли, как некоторые пытаются приписать. Да, есть родственные тейпы, которые были и есть им братья, но они уехали отсюда вот туда. Они пришли наоборот. Ну, и вполне возможно, в то время были единым народом, понятия не было. Потом просто один брат выбрал свой исконный народ, а другой выбрал другой. И все. Тейп большой, приблизительно где-то, думаю, что под 80 или приблизительно под 100 тысяч человек, без малого считается. Точные единицы количества сказать не могу, но приблизительно речь идет от 70 до 100 тысяч человек. Именно от чинхуевского тейпа. Очень положительный и эмоциональный тейп. О нем в истории и западной части, и уже плоскостной части Чинхуай рассказывается очень много. Я пытаюсь не рассказывать много о тейпах, поэтому. А так, участвовали все в основном и в Кавказской войне, и были непосредственно рядом с шейх Мансуром Ушурмой, первым имамом Кавказа. Чинхуай великолепные друзья, девушки без преувеличения бывают очень красивые. Ну, что можно сказать, как и любой тейп нохчи, они не хуже и не лучше. Но не входили, у них нету тухума. Чинхуай, как и Дышни, не является представителем. Они идут вот в эти 10 тейпов, которые мы всегда перечисляем. Кей, Дышни, Чинхуай, Майстуай, Тируай, Баулуай, ну и так далее. Остальные. Сейчас каждый раз повторяться не хочу. Поэтому снова и снова о них много что можно сказать. И по сегодняшний ареал расселения Чинхуай начинается от Ауха и заканчивается, наверное, Псидахом и самыми западными нашими районами. От востока до запада. И за Териком живут. И направо, на левом берегу везде есть Чинхуай. В Тиаркисте очень много Чинхуай. Если я не ошибаюсь, даже целое село есть. Чинхуаюшт. Бру. Перепутал. С Чантиюштом перепутал. Чинхуай. То есть есть сами живут, но село Чинх здесь на плоскостной территории нету. Так, Ханс Шварценбек говорит. Бузуртанов пишет следующее. Бамуты никто не передавал Чечне. Они никогда не были в чеченских образованиях в 19, 20, 21 веке. Может ли ты подтвердить или опровергнуть? Могу опровергнуть. И хочу сказать Руслану. До прихода царской России последняя территория чеченского народа, Нохчичуя, Малая Чечня, заканчивалась селением Галашки. Чтобы ты понимал, эти все земли были в Малой Чечне. И бамуты, и бабаюрты, и все остальное. До существования вообще административного округа. Как ты говоришь, так я тебе отвечаю. Во-первых, их 3 бамута нету. Там малые, средние и большой бамут было. Один из них, средний, кажется, был на территории Чечни по Фортанге. А 2 оказывались там. Но границу выравнивали. Какие-то земли с той стороны, которые были чеченцам, оставили там.
с этой стороны здесь. В Бамуте в основном проживает ни одного ингуша там нету. Все новчетепы, такие как Эхкы, Мелхи, Тумсуай, Зумсуай и так далее и тому подобное. Поэтому ни Бамут, никакой, ни Ачхой Мартан, ни Валерик, ни одно из этих селений никогда не принадлежало и не принадлежит ни Руслану, ни ему подобным. Еще раз, когда вы говорите о 19 веке, нужно быть осторожнее. До 1930-х годов, 38-32, посмотрите на карте границу Чечни и покажите мне границу вашего образования. Это я говорю тем людям, которые сегодня несут это. До Галашек. Все это была малая Чечня. Раз вы говорите такие вещи, вам придется... Могу показать карты. Не верите мне? Возьмите карты, которые... А хотя, почему бы и нет? Почему бы и нет? Какой привет, такой ответ. Русику салам напополам от меня передадите заодно. Можете заодно заскринить. Я вам даже скажу, где эта карта находится в вашем правительстве. Ну, не в правительстве, в парламенте или где там у вас. Опровержение то. Бамут. Ни Бамут, никакого селения никто не основал. Если бы основали, смогли бы доказать. А то, что территориально передвигали там, здесь, это ничего. Сейчас я постараюсь у меня. Долго я не буду, так что сегодня еще где-то полчаса еще побудем, и эфир я уже остановлю. Я вижу все равно, у меня немножко люди меня не понимают, поэтому отвечу на вопросы, отвечу по тематике, скажу, зачитаю и выйду. Я так понимаю, 3-4 часа сидеть, это все равно дело. Немножко каждый воспринимает по-своему это. Так, неужели я опубликовал эти карты? Вы зайдите на мою страницу, вы столько карт увидите интересных. Ой, каких интересных. Я просто, вы не любите заходить, там 12 тысяч постов, и вам лень многим зайти туда и искать. Так вот, да. Опа! Посмотрите. Видите ли вы эту карту? Малая Кабарда, Малая Чечня. Границу видите? Всем видно? Хорошо. Это так. Дальше я покажу вам еще одну. Ай, вельмова саламана. Это специально для Русика, которые любят сказки рассказывать. А потом приходят сюда некоторые люди, притворяясь моими подписчиками, и задают вопросы якобы от Русика. Сейчас. Давайте покажем вам, раз вы хотите. Неужели вы думаете,
Придет день, когда у меня все через компьютер раз. Я смогу все это делать и показывать вам. А пока приходится работать вот так. Делажу. Сейчас. Дорогие друзья, не забудьте Немножко ставить подождите. лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Та самая карта. Посмотрите, где находится территория Малая Чечня. Чтобы было понятно. Давайте я еще карту отключу комментарии. Всем видно? Как вы видите, это, чтобы вам было понятно, это если даже, хотя здесь идет данная ситуация, Карабулакское общество идет отдельно, всем, кто говорят, что якобы Уарсхуай и там, здесь отдельно, чтобы было видно, видите, где Карабулаки отдельно, Галгаевцы отдельно, и посередине общество Галашевское, это где село Галашки. Вся эта территория, остальная вся эта территория, она находится, эта карта, это, чтобы было понятно, это официальная карта, и тут никаких проблем нету. Вот. И в этой карте сейчас я вам покажу еще. Это же все карты есть. Эти карты 1839 года, 1840-е года. Называть себя якобы отдельно. Передайте Русику, что есть карты, на которых, как он утверждает, не то что Бамут, включая все остальные селения, тоже входят. У нас тоже есть карты, мы тоже умеем говорить так. Но мы этого не делаем, поскольку сегодня у каждого своя территория, своя история, чтобы было видно. Всем видно, да? — 1834 год. Чтобы было понятно. Ну, я думаю, каждому ясно, что да к чему. Я отправил. Так что Бамуты передавал, не передавал, Бамуты принадлежат тем, чьи они есть. Да, Сейдар Башлам абсолютно верно сказал. Берсба.
Башлам, есть уверенность, что при выборе имама Шамиля обошлось без фитны вплоть до вооруженного конфликта и между чеченцами по всей Чечне. Я не уверен, что он просто так без крови Чечня. Я не понял, шейх Мансур, о чем ты говоришь. Он стал имамом. Без крови он стал, в принципе, там речь не об этом была. Насчет места и третьего имама мы об этом обсуждали. Третьим имамом по большинству проголосовавших должен был стать Ташу Хаджи Саясанский. Он должен был стать имамом, поскольку он был другом, близким другом и первого имама Дагестана Гамзат Бека и Гази Мухаммада. То есть он был друзьями, он был в восстании, было больше опыта. Но я не помню точно этого алима, который Каякенский, он, кажется, был Джамалуддин Каякенский, или как-то его звали, этого имама. Он был наиболее, считался среди них таким старшим, и он сказал, что якобы должен быть именно имам Шамиль по национальной принадлежности, некоторые говорят. Ну, я не знаю, не могу сказать однозначно, но из-за этого пришлось выбрать Шамиля третьим имамом Дагестана, а потом уже имамом Чечни и Дагестана. Первое время были какие-то стыковки, несогласования. Вот. Но потом Ташу Хадж сделал байат, и этим закончилось. Что были какие-то вспышки и недовольства, конечно, были. Вспышки и недовольства это донесли, настукачили на Губаша Гухоевского, сказали, что он поднимает бунт, чтобы не подчинялись имаму Шамилю. А это и Тумкалинский район. И вот из-за этого и началось все это. Имам Шамиль получил 14 ножевых ранений. Губаш Гухоевский был жестоко убит и расчленен. Руслан Битоков, нас настолько племен разделили, что мы сейчас сосчитать не можем. Да, брат Адыги, над вами очень сильно поработали. Не меньше, чем над нами. Но мы-то хоть живем компактно у себя дома, а вы по всему миру разброшены. Это в какой больнице, интересно, выдают справки с картой в углу? Герман, спроси у них, где выдают. Ассалам алейкум. Башлам, чеченцам лень читать даже, ты прав, все. Академики и историки наши молчат, им дела нет до этого. Асан Бакаев, красавчик, Бадыгвич. Башлан, закинь, пожалуйста, эту карту Нохчи-Мохка. Я закинул, обязательно. Интересно, кто занимается этой подтасовкой? Есть центр или это просто индивидуальный человек? Мялхис, ты о чем конкретно говоришь? Население Дагестана 6,5, ну не 6,5 миллионов, ты сейчас загнул, конечно. Их где-то за 4 или 5 миллионов, не знаю, сейчас уже 6,5, если не написали. Мне так сказал один ингуш. Как нам ночи справиться, их же больше. Сюлей элду цара, сюлей вей элду ду. Они нас называют буртиялами, мы их называем сюлей, сюлей. Коротко сюли говорим, сюлей ол цара. В правильном диалекте, правильно, полное, если произносить, сюлей. А коротко мы говорим сюли. Они нас буртиналами называют. Кумыки нас называют мачагышларами. Осетины цацайнагами. Иранцы, персы сасанами. Кабардинцы, адыги шашанами. Казаки чеченами. Лезгины нахами называют. Нахами. Нахи называют они нас. Нахи.
Вот. Остальные, кто там, кого я не перечислил. Нагайцы нас называют тоже мечешлар, мечекизовцами. Ну, татарские племена называют все мечекизовцами, там написано. Грузины нас называют кистинцами или дзудзуками. Вот. И все. Теперь, конечно, называют. Поэтому, надеюсь, ответил на ваш вопрос. 12 месяцев держался Бамут. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Братья, что за карта в чем парламенте? Вот им этот Бамут поперек горла стоит. Пару старых идиотов сказали, что эта земля прошло поехала. Они не просто так говорят. Все идет для того, чтобы в дальнейшем бить именно. Направление дают. Салам алейкум. Про лакских ханов что можете сказать, которые умирали, воюя с русскими на берегу реки Сунжа? На надгробных камнях так написано: два брата, датируемые, дата 600. Что можете? Я могу сказать. Во-первых, никаких газунки, датированных 1600 года, похороненные здесь, я не видел. Если у вас есть доказательства, предоставьте, мы еще проверим. Раз. Во-вторых, мне очень интересно, каким это образом на Сунже воевали газгунки, лакцы, которые с нами никогда не граничили и никогда не воевали на Сунже, потому что сунжинские казаки, как их называют, побили гулящего в то время, ездящего на охоту, прогуливающего, заблудившегося здесь аварского хана. Он отсюда побежал обратно в Дагестан. Там ему подсказали в Хасавюрте, вот в этой области, в Тарках ему подсказали, что нужно поселиться под Кизляром. Под Кизляром он поселился, жил год, потом писал челобитную о том, чтобы эти земли, в которых они приехали, в которых было написано Чечен-Талла, выдал, о великий падишах. Там так и написано, этот документ я публиковал, я уже устал вам повторить. О падишах, мы просим вас, чтобы вы миловали и отдали эти земли нам, чтобы мы правили. И после всего этой челобитной русский царь или администрация царская Россия дала разрешение пользоваться этими землями. Ногчи спускаться начали все больше и больше, забирать свои земли и прогнали их оттуда. Они после этого опять побежали в крепость, уже в то время существующую Грозного, попросили, сказали, вот они не хотят подчиняться, они поднимают бунт, они уничтожают, не подчиняются, мы просим вас, чтобы вы их подавили в восстание и чтобы мы опять там были руководителями. На этот раз у них это не получилось. Их начали прогонять и уже откинули за Сунжу, на левую сторону. Они были по правой сторону Сунжи, перекинули на левую сторону. Это где селение сегодняшнее Чуртога, и называется она по-другому Петропавловка. Оттуда их перекинули за Терский хребет. Это где нынешнее Дойкур-Ойл. И дальше по Тереку вверх они начали. Их прогоняли везде, прогоняли чеченцы, завоевывая, осваивая все новые и новые земли. И вот так они лишились всей своей власти. О каких лакских воинах, которые погибли в 1600 году, ты говоришь? Или где здесь были сражения? И зачем лакцам, которые живут вообще не граничат с нами, которые живут вообще ближе к Южному Дагестану, там это Хунзакское ханство, где находится, пришли оттуда, два лезгина, воевали на реке Сунжи, похоронены, есть камни. Это сказки про белого бычка. Я тебе могу сказать, что есть, допустим, причем я-то тебе говорю реально, есть чеченцы, ногчи, которые погибли, воюя с лезгинами, когда у них было албанское царство, они поехали на поддержку им воевать вместе с албанцами против завоевателей с востока и с юга. И что это значит? Что мы должны просить Южный Дагестан нам земли, что ли? Мы помогли, потому что лезгины, автохтонный народ Кавказа, являлся нашими братьями. И мы когда-то в древности помогли им. И что? Что мы теперь должны сказать? Южный Дагестан, салам алейкум, здесь где-то есть похороненные 3 чеченца, там надгробные стоят, там их имена. Как ты докажешь в 16 веке? Как? Каким образом?
Какая могильная плита здесь 16 века? Ты даже не знаешь, какими буквами писали в 16 веке у вас-то, на вашем языке. Если ты хочешь сказать, что арабским было, опять хочу тебя огорчить. 16 века никаких построений здесь нету. Никаких. Ни могильных плит нету, ничего нету. Это сказки. Это сказки такие же, как основателем селения Дарго якобы являются даргинцы. Это не селение Дарго. Это Дерхи, Делга, селение, основанное чеченским тайпом Белгатой. Ожившие после смерти. Так переводится. И селение называется Даргоевское. А его в свое время, чтобы приписать, некоторые доброжелатели написали Дарго, Даргоевское селение. И это имя старое, исконное, ему сейчас вернули правительство Чеченской Республики, парламент Чеченской Республики, если я не ошибаюсь. Никакие даргинцы, никакие сюлинцы, никакие гунки, никакие газгунки, тем более лакцы, которых ты называешь, в Чечне ничего не отвоевывали и не делали. Они были только в одно время. Во время имамата Шамиля. Эта политика Шамиля была лояльных воин, переселять, ставить руководителями по всему своему имамату. И не было разницы, будь то Чечня. Чеченцев он переселил тайп Жайхуэ, Жай, который у Сюли нету вообще слова такого Жай. Жей тайп, Жевой тайп. Они относятся к акинцам. Он их переселил туда, они должны были собирать закят у Сюли. А Сюли тайпы какие-то переселил сюда, которые должны были здесь. Это была методика того периода. Тот, кто читает и знает об этом, я не знаю, почему эти люди чего-то боятся и не рассказывают того, что как есть. Давно время совковой истории прошло. Сегодня чего бояться? Всемогущего КГБ, которое там якобы их в советское время прессовало, его нет сейчас. Сегодня, если ты не занимаешься противозаконными вещами, тебе заниматься своей историей разрешено. Не занимайся разжиганием межнациональной розни, не призывай к терроризму там, и так далее, к радикальным каким-то течениям. А заниматься наукой, историей можно. И никто тебе не запрещает. Просто тупые отговорки, невыгодно. Выгодно, конечно, написать книгу, продать ее, заработать на этом. Это выгодно. Это выгодно. А сидеть, рассказывать истории часами, тратить свое здоровье, свое время, свои деньги. Это невыгодно. Оно не окупается. Никто за это тебе машины не дает, квартиры не дает, крутую одежду не дает, бабками не засыпает. Нету этого. Поэтому невыгодно это. Поэтому на картах, бланках, документах везде подделывают все, что хотят о нас. А потом через 10-20 лет всплывают в каких-то архивах, в каких-то местах документы, говорят, вот видите, вот здесь карта, вот здесь на самом деле эта точка есть, а вы говорите, нет, вот мы начали показывать эти ошибки. И что на Назрановском круговой стояла карта, на которой не было куска Галанчурского. Почему не было? Потому что он никогда не входил туда. Они зацепились за карту, якобы, которая была за Кадыровым. Но за Кадыровым карта, которая была, она была неправильно сделана. Это старая карта. Сейчас все это после демаркации границы все выровняли, сделали правильную, повесили. И это не повод, чтобы какой-то нарниец там пытался мне что-то доказать. Я не пользуюсь картами, которые висят. Вы посмотрите на карту, которая висела у Совета Тейпов за спиной. И там не было этого куска. И я первый, кто стрелочкой указал. У вас, в вашем логове, который больше всего оскорблял чеченский народ, находилась карта, на которой не было этого куска. То есть они собирались на заседание обсуждать чеченцев, чеченские земли и историю
и кусок земли обсуждать, а сзади, за спиной на этой карте, у них же, сделанной ими карте, не было этого куска. Знаете, почему не было? Потому что его никогда не было, и Всевышний Аллах показывает непосредственно, выказывает и показывает лжецов. Ложь заключалась в том, что эта земля в какое-то время просто-напросто, потому что чеченцы, да, есть, что мы могли ее не записать к своему муниципалитету или что-либо. Я не знаю. Сказать однозначно не могу. Говорят, что якобы не приписали. Но не приписали, это же не обозначает. Мы могли позвонить и сказать: братья, это все время было за вами. Вы его нам бисмилля отдаете или надо поправить как-то, надо. Но никто ничего не сказал. А знаете, почему не сказал? Да потому что контртеррористическая операция закончилась где-то только в 2010 году, если я не ошибаюсь. 9-10 год. И там каждый раз бывали какие-то перестрелки, все остальное. Туда никто не сувался. Вот почему. А вот сейчас каким-то странным образом появляются сюли карты с помощью Газгунки, который там сидит, рассказывает: Аргун, правая часть вся была за ханами и все остальное. Великие ханы, моголы, блин. Как вас там еще, как вы себя там называете? У меня вопрос к вам. Где ваши государства, где администрации, где замки? Что у вас? Хоть что-то остались, чтобы заняться раскопками и сказать: да, здесь была вот эта цивилизация. Что у вас есть на территории Чечни? Ничего нету. Ни Газгунки нету, ни Гунки нету, ни Сюли нету, ничего нету. А знаете, почему нету? Потому что и не было. Вы были приглашены, не вы конкретно, а те, кто был приглашен, они были временщиками здесь. Они работали или на царскую Россию, или их, когда нас покорили, или же они были приглашены чеченцами, чтобы вы не делали набеги, пока мы спускались все обратно на свои земли с гор. И все. И если это были вы еще под вопросом, к кому они относятся. Поскольку, опять же, возвращаемся. Перепись населения 1811-833 год. Посмотрите, сколько там аварцев, сюли. Посмотрите, сколько там кумыков. Там все народы расписаны. Это официальный документ царской России. Это до того, чем началась Кавказская война. То есть, когда уже объединились Чечня и Дагестан. Там написано все. Там же написано, что ингушей было всего-навсего в 1811-33 году 9 тысяч-11 тысяч. От 9 до 11 тысяч. Всех чеченцев, мужского, женского, старики, дети, всех было 11 тысяч. Это начало 19 века. Чтобы вы понимали. Это официальные данные. Если они не могли посчитать чеченцев, а ингушей и аварцев они могли посчитать, потому что они, о них пишут в этом же документе, они лояльны царской России, допустим. Вот кто-то, какие общества лояльны, какие не лояльны, подчиняются хану, не подчиняются хану. То же самое и про ингушей написано, то же самое и про чеченцев написано. Там все расписано, я этот документ зачитывал. Я не могу каждый раз вам сидеть, зачитывать каждый документ. Они у меня есть. Я их публиковал, вы можете зайти. Лень просто пройтись и посмотреть. Так что сюли, Газгунки, Гунки. Больше всего, кто от себя что-либо оставил и кто может хоть как-то доказать присутствие свое на Сунже и на территории Чечни, это только Гунки. Стоит отдать должное. Взаимоотношение между чеченцами и кумыками было самое лучшее. Не только с кумыки с чеченцами, но и взаимоотношение кумыков с царской Россией тоже было великолепное. И поэтому через царскую Россию они вплоть до Моздока по Тереку поднялись. По Сунже, вплоть до Назрани, они поднялись по Сунже. То есть они жили в разных местах, они были, присутствовали. В каких-то местах они были в определенном небольшом количестве, а в таких местах, как Брагуны, Гудурмес, в этой области их было чуть больше.
потому что граница была ближе. А земля Гудермеса, Курчалоя, Ойсхора, Герзель-Аула, всех она была плодороднее. Кумыки не жили в горной местности. Их стихия, их вот натура, география, они степняки, они кочевники. А это значит низина междуречья Терека и Сулака, которая после уже Ермолова начала называться кумыкская низменность. Вот там это вот Хасавюрт, выше Баба-Юрт, Кизилюрт, вот эти земли, Тарки, вплоть-то там до Махачкалы, эти земли за Сулаком, все они исконно кумыкские, тут никаких. А сюда они потихоньку, я абсолютно, опять же, они бы не переселились, если бы не было хороших взаимоотношений с чеченцами или хороших взаимоотношений с русским. Есть документы, в котором говорятся, что чеченцы там должны были этому князю кумыкскому. Есть, это все есть. Никаких споров. Почему? Конечно же, врать не нужно. Есть эти документы, но не из-за силы кумыков или кумыкского этноса, а из-за того, что они были непосредственно под покровительством царской России. Они были вот этим промежутком между чеченцами и русскими. Вот эта должность посредника, руководителя-посредника была за кумыкскими шамхалами. Такая же должность была и у нуцалов. Нуцала или хан, называйте как. Такая же должность была и у кабардинских князей. Беков, беки их называли. Все, вот эти три непосредственно. Почему? Потому что у них была иерархия. Им договориться с царской Россией было проще. У царя были холопы, у царя были князья, у царя был вся система друг друга ясна. То же самое было у кумыков. У кумыков были шамхалы, то есть это вот аналог царю, грубо говоря. Были там остальные уздения, там и иерархия это была. Были и рабы, и все остальное. Они друг друга понимали, были богатые, были это. То же самое было, были ханы, были рабы, были высшее, среднее сословие, вот это все было у них. У чеченцев, с которыми они столкнулись, не было этого ничего. И нужно было, чтобы управлять им, навязать чеченцам структуру, которая была ясна царской России. А каким этому образом можно, когда здесь сплошная военная демократия, чеченцы все равноправны, и они не позволяли. Вот говорится о том, что лей. Лей были, но лей появились после того, когда чеченцы начали делать набеги. А их начали загонять. С обширных своих больших земель их загнали в горы, и они начали мстить. А чеченцы очень мстительные. Страшно мстительные. Они воровали грузин, они воровали кабардинцев, они воровали кабардинцев, грузин не в большом количестве. В единичных случаях, и то, которые проезжали. Не специально потому, что он был кабардинец или грузин, а потому, что у него были деньги. В это время это считалось нормальным. Потому что довели, люди не могли заниматься свободно земледелием, потому что шли вечно набеги, военные какие-то перепития были между. Это я вам таким простым языком рассказывал. И плюс ко всему была ситуация, больше всего воровали, убивали. Все это происходило с терскими казаками. Это был враг номер один. Но воровали и кумыков, воровали и сюли. И если не выкупали, не давали, они становились лей. Через определенное время, через там поколение им разрешали там поселяться. И какой-то, если из тейпов брал над ними поручительство, то есть они патронаж, тогда они оставались здесь. Вот таким образом остались некоторые здесь. Вот как появились у нас так называемые лей. Или во время военных походов. Брали, привозили, оставили. Но их было не так много, как хотелось бы там многим указать. Такие же патронажи есть и ингушей. Никаких проблем. Столько же, если не больше. Поскольку в то время мы были фактически один в один. Но сегодня бросаются сюда, потому что не обращают старший брат на младшего брата вот на эти обиды и все остальное. А на самом деле, что там, что здесь, цаки грибу.
Надеюсь, я ответил тук-тук или тик-тик, как там тебе. Подсказать, говорит Ибраим, что подсказать? Башлам, я думаю, что ты относительно лояльна по отношению к ингушей, да и Дагестану, потому что ты не хочешь обидеть их по твоим словам и сам рассказываешь, как они наступают на чеченцев. Послушайте, есть политкорректность, я занимаюсь историей, поэтому пытаюсь рассказать про историю. А то, что делается, что они делают, я должен вам показывать, потому что, чтобы вы понимали, для чего вот это вообще? Или я настолько психически неуравновешен, что сам выдумываю это все? Да я нет, я в принципе очень здоровый. Если я люблю машину Mercedes, красивые вещи от, не знаю, Miucci или Adidas, и крутые там, не знаю, что-либо еще, телефоны от iPhone и так далее, значит, я не больной. Я вполне здоровый, такой же, как и все остальные. Но, чтобы вы понимали, и люди, которые, зачем помогать, зачем проекту, ну, чумовя насялан, там, зашел с Юлей, который начинает говорить, что там тебя поддерживают, и так далее. Тому. Первое, что фактически чуть ли не сказал, оно было это. Другой просит меня продать аккаунт, чтобы якобы закрыть этот питан дадахкар. То есть это закроет все. Дальше больше никто не будет опровергать. Будет собираться, все это накапливаться и все. И все будет нормально. И четенько, жили, дальше будут. Потом через 10-20 лет кто-нибудь опять поднимет вопрос по границе. Опять всплывет то же самое вонючее. И окажется виновными мы. Потому что они врут. Некоторые врут. До сих пор говорят, приглашали Кадырова или Даудова на шариат, а они не пришли. Что это за ложь? 22 октября или ноября 2019 года, 19 это был? Или 20, ну в этих, ждали с обеденного до после обеденного намаза на шариатский суд и старейшины, и муфти Чеченской Республики, и комиссия, и председатель парламента до 14:04, кажется, было там, или 24, не помню сейчас. Об этом молчат. Почему молчат? Потому что никто не пишет об этом. Они пишут, делают картинки, все делают. И Сюли делают, и все остальные. Это, я не говорю, что весь народ это делает. Но заинтересованные люди, которые являются неким управляющими, указывают, какие тейпы, как, что должны говорить. На будущее все готовится. Мне скидывают найденные в Царово, там, могильники, правда восторжествует, скидывают мне головы. А при чем тут я вообще? Мне какое дело, что у вас нашли в склепе там? Нашли ли, да, ты опять кивел. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Мне, честно, ни тепло, ни холодно. Если вопросы, да, если бы меня конкретно спросили, что ты можешь по этому сказать, боюсь, вам бы не понравилось то, что я расскажу. Поэтому я молчу, это не касается моей истории, мне до этого дела нет. Вот и все. А что касается остальных, да, пожалуйста. Но есть политкорректность и есть определенные границы. Каждый должен заниматься своей историей. Я занимаюсь своей. И отвечаю на вопросы. И то, если провокационные, я мягко обхожу их. И несмотря на мою лояльность, на мою открытость, я говорю, хавул, хат, диц, хо, калвала, мa'вала. Я открытый для диалога. Не надо за моей спиной брать мои грехи. У тебя не хватит селенок и штанов не хватит, чтобы носить мои грехи или мою тяжесть. Не хватит, чтобы за моей спиной обсуждать меня. Поэтому приди, зайди, не матерись, ничего. Задай вопросы, это. Спроси, я тебе отвечу. Если это касается нас, моего народа и твоего, как ты говоришь. А если нет, что ты обсуждаешь? Ты закинул мою карту и говоришь, Башлам, как он может за братство говорить, он фитный, он сказал, что пригородный район, карта с пригородным районом, якобы это фейк. Башлам вообще о пригородном районе слова не сказал. Это ваши взаимоотношения с осетинами. Ваши. Когда мы были вместе, это было наше. А теперь это ваше. Это раз. Во-вторых, я специально красным маркером обвел кусок Галанчорского района, который вы все время приписываете к нынешним картам
современным картам, особенно после 18 года картам, вы присобачиваете, я говорю, это неправда, это не ваша земля. Я говорю это, и я перед Всевышним Аллахом, валлахи, биллахи, талахи, могу с высоко поднятой головой, если у меня спросят, скажу, было так, о Всевышний Аллах, они лгали, будь они мои братья, родной мой брат даже, он соврал. И я вам сегодня, при этой жизни вам говорю, не занимайтесь фитной, не стравливайте ногти и гола, этот кусок не был ваш. И Бамут не был ваш, и Асиновка, и Серноводская не было ваше. Не надо. Какие опросы с 70-х годов там проводили, я вам рассказывал. Но зачем вы нам это рассказываете? Башлам, выходи в эфир неделю 3-4 раза и по 1 часу. Полагаю, будет достаточно. В этом случае можно делать подлиннее. Да, я могу вообще не выходить, честно сказать. Никаких проблем нету. Почему? Потому что есть возможность, я выхожу. Нет возможности. Я бы на час зашел. Но боюсь, что на час, когда заходишь, люди не успевают собираться. И плюс пока с Америки, с Канады, с Европы все подключатся, пока узнают. Не всегда получается. У меня очень тяжелая аудитория, и не все сразу. Но по часу говорите, давайте по часу. Никаких проблем нет. Но, чтобы вы понимали, историю рассказать за 1 час, это очень сложно. Это быстро раз рассказать можно и за 10-15 минут. Но это мне без разницы. Опять же, я говорю, то, что есть по своей возможности, будут, там, допустим, получаться будет. Если кто-то будет помогать донатами, мы сможем чаще делать. Меньше донатов, не будет вообще донатов. Ну, извините. Пока у меня возможности не будет, я не смогу ничего сделать. Это как бы реалии, которые есть на сегодня. Видели ролик Артема? Ага, он поехал в Урус-Мартан, внучки нашего устаза Дени Арсанова. Знаете, что ингуши писали под этим роликом? Что Арсанов, Баха и деда их устазы. Что поделаешь, пускай говорят. А как в Дагестане 4-5 миллиона населения? В Википедии написано в 2025 3,1 миллиона. Вроде бы говорили 4 миллиона. Последнюю перепись я не видел там, МНСУ. Надо проверить. Вы говорите, очень много последователей устаза Бахай Дени. Не знаю, как они там написали, но могут с уверенностью сказать, что они, их устазы в том числе тоже. Устазы могут быть везде, так что если по национальности это одно дело, а Герман, брат, я перенаправляю вопросы с Ютуба. Не обязательно отвечать мне инста, Ютуб. 80 человек задают вопросы. Так, Бюстик Хейл, Зого, Эхкой, Башлам красавчик, как всегда, ДРС Хейл. Салам алейкум. Карта Ичкерии, если взять там Малгобек и Сунжа, даже там Чечня. Гнать монголов в Монголию. Хоть кто-то должен был остаться от их влияния, что-то остаться. Ханы и монголы пусть скачут в степь. А нас сколько было, Башлам? А нас сколько было, ты говоришь, когда именно, Шато? Если ты говоришь во время 1830 года, да? То, что я говорю, 1811-30 год. Там было написано, что чеченцев 191 тысяча или 190 тысяч чеченцев, Новчи, и 11 тысяч ингушей. Вместе нас выходило за 211. 200 с лишним. Кумыков там 25 или 30 тысяч, что ли, где-то доходило до 30 тысяч, если я не ошибаюсь, было кумыки там есть. Этот список я публиковал. Аварцев там, кстати, там говорится, лояльные они царской России, нелояльные, кому они платят, Россия платит там, ханам их не платят зарплату и так далее. Это тоже там написано, кстати. Кумыков было больше, чем аварцев. Да, в этом списке написано, что было больше, чем аварцев. Но в то время населения было не так много. Почему-то сейчас начинают рассказывать, нас было там 150 миллионов, 200-300 триллионов. Да чушь это собачья, не было столько.
Конечно же, не было. Потому что, и, во-первых, чтобы там сокращать такое население, нужно было конкретно говорить, условия были очень тяжелые. Не как сейчас. Дети умирали после рождения. Болезни были разные. Выживаемость детей была очень маленькая. Войны и кровные месть и так далее. Условия были тяжелейшие. И вот сегодня первый донат от... Первый и единственный донат у нас от кого? От кого? Кто же сегодня не забыл о нас? Не знаю. Наш брат Маадин, написано там, кажется. Маадин, Муацтеш. Ну, в любом случае, братан, Далса Адуэл, ты единственный, кто сегодня задонатил, Далси Адуэл, Дадухуахуэл. Шато, нас было 211, где-то 201 тысячи, где-то так. Бях мобила, я сейчас воды попью, чего хагю ласауошу. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Так вот. Дальше. Не чеченцев, а ингушей. Сговорились ты, брат. Оговорился. Вот и все. Зря загнали монголы коней. Да, ну, так, дальше. Меня бесит Дагестан, в принципе, пусть они уйдут. Хорошие взаимоотношения, да, они нас кинули, заселили наши земли. Так, да не в Чечне я говорю, камни надгробные в Газикумухе. Я к тому говорю, раньше друг другу помогали. Послушайте, ты написал в Сунжи, если не ошибаюсь, у Сунжи. То, что помогали, уважаемые, как там тебя, я не знаю, там, короче, тот Акутуни хотел написать, я понимаю. Тот Акутуни, то, что хотел написать. Послушай, то, что были взаимоотношения хорошие, помогали. Извини, у нас было общее государство. Назывался Имамат Чамиля. Воевали, умирали. И не у себя на родине. Но если бы это государство сформировалось и осталось таковым, оно просуществовало без малого 20 лет, если бы она еще больше просуществовала, конечно бы, можно было бы говорить все остальное и дальше. И погибали, конечно, было. А сколько чеченцев похоронено на дагестанской земле, ты знаешь? Сколько они воевали, отвоевывали? Огромное количество. И есть ли сегодня могильные плиты чеченцам в Дагестане? Не уверен. Так, Эрен Гоур наш хехкер аж Хайманголш, так, знаменитым своим сопротивлением царским войскам чеченский город Кумух, смотрите на документы номер 10, 8 раз был взят, разрушен золотоордынскими войсками и вновь возрождался как оплот сопротивления. По этой ссылке дырка от бублика им поддерживают, потому что люди переживают, какое вам дело, шакалы. В могильнике Цхаура настрела современной изоленты. Так, ну давайте, я просто уже не успею. Вопрос от Ибраима надо зачитать, а то
Чеченцев официально в Чечне 1700 с чем-то, плюс за границей, плюс Восток. 1,3 миллиона нас. Заур Н. Вай от переписи Хухилар. Где можно прочитать национальность, кто как записался. Кто как записался, прочитать никак невозможно. Они, чеченцы, винохчи, все под графу чеченцы, потому что официальное название в России нас называют чеченцами. А так это одно и то же они записали. Про статистику и сколько нас, 1 600 000 с лишним, я опубликовал еще до всех, кажется, в тот же день, когда узнал, или второй день, как узнал. Я опубликовал, мы на 3-м месте ЖБ держимся по России. Башлам, а знаешь, что сказал Сталин? Нет, не знаю, что сказал Сталин. Меня не было тогда. Башлам, Ачелуки, мамалла. Ачелуки, да, все. Дальше. Да, кстати, уже все. Время у меня, конечно же, уже закончилось. Наверное, дальше я продолжать не вижу смысла. Конечно, было много чего еще рассказать, но, к сожалению, простите, никак не получается. Кто на первом и втором? Первое место русские, второе место татары. Посмотрите, посты они есть. Вот. На этом мы сегодня заканчиваем. Прошу прощения, но есть маленькое но. Как написал один из подписчиков, как говорится, написал один из подписчиков, проводи по 1 часу и уже хватает барицу. Хватает бар или нет смысла бар. Думаю, что правильно. Будет возможность, буду забегать, делать. Что касается завтра, наверное, завтра сделать, хотя и на чеченском языке, завтра сделать, к сожалению, эфир я не смогу. Обстоятельства, не знаю, технически, так скажем, невозможно. Масерна Дересхил, денег там, как его зовут, брат, который задонатил. Дал Савел, дал Духуахуэл. Если есть вопросы, Ибраим, на ютубе, если есть вопросы, быстро скажи мне, я отвечу. Если нету, то тогда уже завершу. Не потому, что нечего рассказывать или время есть. Спать я не ложусь до 3-4 часов. Я работаю, я пишу. Поэтому не всегда получается. Блин. И вот кто-то еще задонатил. Брат Байайл задонатил. Хачро. Сегодня хачроевцы поддержали наш эфир. Байл, да, Духуахуал, да, Сидуэл, да, Саудуэл. Бодиснек Эзершка Соуду улетел. К сожалению, если бы Байайл Сенбер сажимался хотя бы Асму Балхари, Асму Хане Ишхарируй, но Цахельч дочтек дочту. Если саэту хилхум халаха канируй, сацахалаха, значит, увидимся в пятницу. Надеюсь, до пятницы у меня получится что-нибудь сделать. Посты публиковать я буду. Наверное, по мере возможности больше буду просто публиковать посты, видео. Не забывайте лайкать, подписаться, приглашать на подписчиков. Всем с Ютуба. Все, кто Ютуб имеет из России. Я не рекламирую, как говорится. Я же ответил по этому вопросу, Шато. Я ответил этому Сюле по этому вопросу. Кажется, первый мой ответ этого эфира можешь посмотреть, я сохраню. Как раз таки был посвящен ответу этому Сюле Нарнийцу. Но в любом случае посмотришь. Что я хотел сказать? Да, всем, кто есть, смотрит через YouTube, не забывайте обязательно скачать этот VPN, потому что вполне возможно
Я не говорю, что точно, вполне возможно, на территории России могут заблокировать YouTube, как и Instagram, и вы не сможете посмотреть YouTube и Facebook без VPN. Придется смотреть только через VPN. Ну, если у вас есть желание. А так, я буду свой эфир вести через Instagram, а Instagram присоединен через YouTube и через Facebook. И все эти 3 канала будут вести наши прямые каналы. По мере возможности. Еще раз вам говорю, материала сколько? Вот смотрите, только небольшая часть материала, который, вот смотрите. Вот мой рабочий стол, да? Вот он. Здесь карта, здесь книги. Очень много всего. Я просто-напросто даже не успеваю все вам рассказать, зачитать, показать. Иногда проходят интервалы, у меня голова бывает просто-напросто загружена. Я жду, пока вы напишите вопросы, чтобы вам ответить. Многие молчат, многие стесняются, многие, может, кажется, что это долго. Но я и проводил прямые эфиры. Если вы не хотите так, чтобы могли отправить, зайти там, сказать: Башлам, там, меня так-то зовут, я хочу задать тебе вопрос, там, допустим, задать тебе вопрос, быстро задать и выйти можно, чтобы я смог отметить вам там по истории. Вот. Да, конечно, я знаю, что тема по тейпам, она очень хорошая. То есть, когда начинаешь рассказывать тейпы, там люди подтягиваются, тейп дюйч, дугари, вожи, подтягивают. Но опять же, есть самое уязвимое место нашего народа, плохая сторона нашего народа. Если я рассказываю про ченты, остальные все не ченты, не слушают, неинтересно. Если я про чинхуай рассказываю, чинхуай слушают, остальным неинтересно. А это, чтобы слушали все и было всем интересно, это история всего нашего народа. И не позволяйте на документах, на картах, на чем угодно, я уже вам говорю. Даже на медовой пасеке подделали. Благо мы заметили это и сказали, указали на ошибку. И этих вещей очень много. На картах, на истангах, на песни воруют. Там ковровые изделия воруют. Башни, музыкальные инструменты. Просто-напросто берут и говорят: это вот наше национальное, это вот наше национальное. Ну, по идее, когда ты начинаешь смотреть, что же говорит об этом история, ты находишь дыры, ты находишь ложь, фикцию, компиляцию, подтасовку и фейки. И приходится опровергать. У меня, еще раз вам говорю, огромная благодарность моим подписчикам, которые присылают и говорят: вот видишь, это на самом деле там непосредственно Чух-Чухри называется у нас, это водопад чеченский. Они взяли, написали: водопад там наш, там, это наше. Поэтому тут ничего сложного нету. Просто люди говорят: блин, у тебя все-таки исторический паблик, а вот ты только пишешь там опровержение. Я начинаю думать, на самом деле, может, людям это и не надо, чтобы опровергали, показывали. И я уже начинаю идти по накатанной про наш народ и про нашу историю. А этого добра, я вам говорю, я даже вот макушечку еще только задел. Из-за некоторых технических неполадок у меня, конечно, бывают проблемы, но мы работаем над этим. Я и Бряшка, мой брат, который единственный работает со мной бесплатно, я так бы сказал. А вам, что бы вы ни находили, не обижайтесь, особенно подписчики с Ютуба, с Инстаграм, кто в директ мне пишет, я вас прошу, ради Всевышнего Аллаха, уважаемые мои друзья, не присылайте вот какие-то там приколы, это мне не нужно. Я от этих приколов уже свыше крыши я их видел. И плохого, и хорошего видел. Нам, если вы что-то ссылаете про древнее наше государство, про чеченцев истории, там, в фильмах вы услышали про чеченцев ссылки. Вот такие материалы, касающиеся нас, ногчи народа, вот это сразу что-то, свежая история, там, не знаю, победы спортсменов, сразу узнали,
Вот вы первую узнали, сразу скинули, карту увидели чеченскую, скинули, книгу, что-то интересное. Башлам, интересную, можете просто не показывать лицо, потом заснять, сказать. Вот как эту колбасу, которую в Германии продавали, там, дышни от Аязин, или там в каком-то на заводе, я знаю, работает в компании Daimler, Mercedes, особенно которые G-класс делают, то есть вот эти Геленвагены, что там работает целая бригада ногчи парней, которые занимаются там определенной работой. Я не буду говорить, какой работой, поскольку они сами не пожелали. Вот, допустим, открыли в Бельгии, открыли какой-то таксопарк, который там назвали, если я не ошибаюсь, Хуриты назвали, или Урарту они назвали, вот что-то такое с древнего. Вот такие моменты надо присылать, касающиеся чеченцев, там, цана, лет, хаит, диеш, там, не делящий наш народ. Не делющий наш народ, а объединяющий с Европы, с Африки, не знаю, с Сирии, Турции. Вот что-то, за что не могут завести уголовное дело. Понимаете, вот о чем я говорю. Важные моменты. Книгу нашел, это, карту. Снимайте, скидывайте в директ, скидывайте. Многие WhatsApp мой уже знают. WhatsApp скидывайте. В Facebook пишите, в Telegram пишите, там у нас работает группа, там ребята есть тоже, пишите туда, скидывайте ролики. Я посмотрю, и если я напишу вам, видел, это значит, уважаемые мои друзья, этот ролик я уже обработал и загрузил в 2018 году, или в 2019 году, или в 2020 году, или в 2021 году, или же в 2023 году. Видел, это обозначает, что это уже в нашей ленте есть, потому что в эту ленту я собираю все, что касается чеченского народа. Не грязное. Аллах сидой швейк оман дик дачун цига хабью хумш дачун. Только полезная, только важная информация о ногче народе. Любая, в фильме показали, турки, американцы, англичане, немцы, новости, французские, немецкие, английские, где бы ни упоминали чеченцев. Не по войне, я прошу военную тематику, там есть определенный регламент в Инстаграме и в Ютубе. Я не могу его публиковать, потому что у вас, вы живете в Европе, оно не запрещено, а в России, когда его загружаешь, они сразу банят и целый канал уходит в небытие. Я не могу рисковать и убирать. Мы создали с Ибраимом, у нас есть клоны в Ютубе, 2 канала, у нас есть в Инстаграме 2 канала, вы знаете, Башлам.39, где вы сейчас сидите, и есть Башлам.39 лайв Инстаграм канал. С таким же названием есть Ютубе лайв у нас канал. Дублирование мы сделали. Facebook, Twitter, Telegram, везде. Все, что мы делаем, мы максимально задействовали туда. И кто-то еще задонатил, я не знаю. Заурбек, ДРС Хилл, Заур, как всегда, прямо на последних порах подскакивает, помогает. Дал духу ахваль, дал саадуэл. Будиснек эзершка соуду летел. Ты сегодня 3-й человек, так что у вас всего лишь 3 сегодня, поэтому проще сказать. И вот эти моменты мне важно. Почему? Вот смотрите, пример я вам приведу. Вот последний раз зашла речь о Заурбеке. Заурбек зашел поискать какую-то вещь, которую мы с ним обсуждали. Он нашел 2 темы, которые он мне скинул. Он, в принципе, он ничего мне не говорил, он просто скинул. Посмотри, касающийся нас. Ва алейкум ассалам. Посмотри, касающийся нас. И я посмотрел, и там реально есть информация, которую никто еще не публиковал. Об этой новости нигде на Северном Кавказе, кроме как Чечни и в определенных других местах, есть вот этот исторический артефакт. И очень важные моменты, не совсем немного, но это дает понять нам, что это очень важно и что у нас оно было. Хотя многие скептики относились к этому историческому факту в нашей истории, они относились как-то вот так, говорили: на самом деле, сам того не зная, Заур, скинув какую-то тему, помог мне. Почему? Он не знает об этом. Почему? Потому что я начал потом с определенными сложностями, определенными проблемами,
Посмотрел, я пролистал, я прочитал. Оказывается, об этом сегодня никто не пишет, но в каких-то загажниках архивных они остались. И вот этот архивный материал попал ко мне от Заура. Я обработал, вырезал, скрины сделал и дам, а скоро опубликую его. Может, кто-то, как всегда, просто пропустит мимо ушей. Но Заур знает, о чем я говорю конкретно. Пока я не буду говорить о чем, но получилось так, что вот этот исторический, так сказать, артефакт есть у многих других народов, и единственно на Северном Кавказе и в Закавказье единственный народ, который нашли это, у нас в горах нашли эту вещь. То есть этот культ был у нас. Взяли они у нас его, то есть нету такого прослеживания, что вот эти вот вещи, которые я называю, с тех там плоскостной территории пришло к нам, такого нет. Вполне возможно, что отсюда это ушло туда. Возможно, с гуннами ушло оно туда. Возможно, со скифами, которые были здесь, переняли у нас, унесли туда. Я не знаю. Но обычаи это прекрасные. Это очень объединяющий, очень старый по традициям и по духовным ценностям, старый обычай и адат у тех или иных людей. Вот. Поэтому я к чему это говорю? С чего-то все начинается. И Заур смог внести, хоть он и сам не сделал этого, но он смог внести, реально смог поддержать и усилить историю нашего народа. И каждый из вас может сделать то же самое. Если вы что-то найдете оригинальное среди нашего народа, отправляйте в Директ, отправляйте в WhatsApp, в Facebook, в Telegram, ВКонтакте, в Твиттере. Везде мы есть. И даже в Рутубе мы есть. Я не знаю, Ибрahim сейчас загружает наши в мире. Знали не только с худшей стороны, и с лучшей стороны знали о нашем народе, о нашей истории, о наших хороших, великих предках, которые не были, как некоторые чеченофобы пишут, варварами, бандитами и так далее и тому подобное. У нас больше было позитивных, справедливых, мужественных, стойких представителей нашего народа. И видите, вроде бы человек незаметный, вроде бы не настолько как бы что-то, но зацепился за что-то, скинул что-то. И мало того, я уже не говорю о том, что он донатит, каждый раз заходит, хоть небольшую сумму отправить, как-то помочь. Он вот эту видел информацию, вот эту видел. Есть такие ребята, которые мне скидывают. Я не против улыбнуться, шуток я не против, друзья. Но от шуток мы не сможем укрепить и свой народ, и свою историю. А ситуация реально плачевная. Мы профукали весь почти что 20 век. Почему профукали? Профукали 90-е годы. То есть, получается, с 90-х по 10-й год, 10-й не знаю, может быть даже больше, может быть где-то до 15-го года, 2015 года, начиная с 94-го года, с 94 по 2014 год, это 20 лет мы выпали из истории. 20 лет мы выпали из истории. У меня нет, братан. Во-первых, она не в качестве, я не смог ее увеличить. Если нету оригинала или нету хорошего формата, я не могу ее использовать. Не помогла, я не увидел, что там написано. Эршбату, доктейп. Эршбату, нормально, доктейп. От 35 до 45 тысяч человек. Вот, Заур. Вот такая вот ситуация. А так, скоро будет и все больше и больше будет материала по адыгам, взаимоотношения нас с адыгами.
Это однозначно. Также будет взаимодействие наше и с кумыками. Вполне возможно, материал и с нагайцами взаимоотношения у наши будут. Какие-то ролики. Я постараюсь, по крайней мере, сделать эти. Вот, ну, сюли пока нет, к сожалению. Сюли пока нет, потому что там есть свои определенные. Газ, гумки и сюли, это пока есть определенные моменты, которые задевают за живое. Вопрос пока не решенный, как мы знаем, и в историческом плане. Как решим этот вопрос, дальше уже будет проще. А так, конечно, в истории нашего народа принимали участие и сюли, хоть небольшое, но принимали. Поэтому такая, я могу поработать с картой, сделать четкими, если кому-то надо. Ибрахим, из-за урс хадайтин ша форматиац, из-за мутной ждики ацерцун. Такая вот ситуация. Вот как-то я с вами долго прощаюсь, к сожалению, что-то я начинаю, меня заносит. Я о важности того, что вы скидываете иногда в директ. И многие опровержения наши бывают, когда, не забывайте, обязательно при опровержении любой лжи должно быть, как проводится, я вам рассказывал, повторяю еще раз. Обязательно делайте скрин, полностью скрин, вот, материала, который вы говорите, что он ложный, касающийся нашей истории. Без этого скрина, то есть если вы только сам текст, я опровергать не буду, потому что это неизвестно от кого. И многие начинают говорить, ой, чары, щащин, хириризи, ой, жири, башлам, точно хамацая. Есть скрин с полным адресом, кто это делает, и эта страница существует. Тогда мы будем опровергать. Не существует страницы, или чисто фотографию вы скинули, что какой-то нарница это делал, я опровергать не буду. И плюс, по одной заявке мы опровержения не делаем. Может быть, что вы прислали картинку, а до вас ее прислали еще 7 человек. Значит, я это буду опровергать. Но если вы единственный, кто прислал этот наш кусок нашей истории, который нужно опровергнуть, Адлан Шах Булатов Войз, Адлан Шах Булатов Войз, Войшвек Вала. Аднан Шах Булатов. Нет, я его путаю с другим. Я не знаю, если не увижу в лицо, я не могу точно сказать. Вот, подводя итоги, уже заканчивая наш эфир, я хочу сказать вам вот что. Каждую вещь, которую вы присылаете, как нужно, я вам сказал, и описание. И мы будем уже искать оригинал, насколько это достоверно. Я вам хочу сказать, 99%, которые скинули, месяц потратил на ту карту, что стало известно Мурада II, где указана Чечня в 16 веке. Ну вот видишь, Гуно, брат, ты знаешь цену всему этому. Есть старые мои братья, гвардейцы, генералы мои, которые, я с вами единые, Солакару и Ацабашун, которые на самом деле работают над этим. И вырезают, где бы ни находили, что бы ни находили, фиксируют, и дальше мы уже работаем. Глаз должен быть очень, глаз алмаз должен быть. Почему? Потому что сразу смотрите по границам, где у нас что приписали, надо опровергать. Выход там от оригинала отличается, надо опровергать. Изоленту увидели, или токарным станком обработан увидели, надо фиксировать все. Гуно понимает, о чем я говорю. Поэтому это очень нужные вещи. Вы должны понимать, вот вы присылаете, не думать, что это не важно. Вы можете стать частью истории Нохчи народа. Вот, допустим, парень, который Амад, который снимает Нохчи фильм, да, Амад говорится, это вчера был у нас в эфире. Вот. Он занимает свою нишу в истории. Могу сказать однозначно, что и Гуно тоже принимает в сохранении и увеличении фонда нашей истории Нохчи народа. Вне всякого. Ибрахим Цуантро, Ачхой Мартановский волк, тоже принимает огромную долю. Шах Булата Войздер,
Adlan Sheikh Bulatov. Aile yurtlarını güyütsam oyuz. Adlan Sheikh Bulatov aile yurtlarını güyütsa. А я был Гуду Ибраим. Вот. И сейчас я имею в виду, вот я могу перечислить вот из тех ребят, которые занимают. Плюс есть еще один мой брат, который работает 23 часа, он Башланд Айгер Ойзе, он мёхт Айр Уйстиша. Сундухт Айрш Бойз. Из волков старых, которые всегда помогают, кто-то вот чисто помогает или донатами, или книгами. Шалинский Лема помогает, красавчик, по крайней мере, он сейчас пропал, я не знаю, что с ним. Брат, он очень помог мне с некоторой литературой, дал Дукуахуаля. Помогает мне, очень сильно помогает Шаройский Умар. Он, когда в эфире бывает, всегда пытается задонатить. Бекхан, Умар, другой Умар. Потом Ибрахим Цуантру Ачхой Мартановский. Заур сейчас подключился, Беноевский, Заур Беноевский, который подключился. Моусар Бено всегда пытается или написать, всегда пишет комментарии, или смайлики ставит. То есть есть ребята, которые вот работают, они реально вкладывают душу в историю своего народа. Шах Натеречный тоже, Нашхо Шах, тоже красавчик. Их немного, но эти ребята есть, которые работают 24 часа. Кто-то помогает там, хоть небольшим, но донейшеном, кто-то помогает книжками, кто-то помогает техническую работу делать. Это целая команда делает, это не только я один делаю эту работу. Только мы вместе, все вместе мы можем возродить свою историю. Только все вместе. Один там, будь то Заур, Умар, или там Бено, или Гуно, один сам никто ничего не может. Он будет пытаться, но он просто не потянет. Ни физически, ни финансово он не потянет. А если мы все вместе, по чуть-чуть, все вместе будем делать, у нас получится. И плюс это дело, которое Всевышний Аллах любит. В единстве, на справедливом пути, на честном пути, единстве нашего народа, нашей истории, географии, адатов. Поймите. И вот сейчас как раз, пока я говорил, кто-то задонатил как раз таки. Я чувствую, это Гуно, обычно он такие числа присылает мне. Да, это брат Гуно. Прислал, как всегда. Гуно, ДРС, Хилда, Духуахуа. Обычно такие неровные суммы присылает брат Гуно, донатит. Поэтому, если вы думаете, что там зависит от меня, что там, очень многое зависит. Ауховские волки, те, которые всегда помогают и всегда рядом со мной. Есть братья, которых я знаю, что самое тяжелое положение, но они пытаются помочь. Информация у нас по уху, у нас есть вся. Есть почти что вся информация по уху, по уховской истории, и все, что там происходит. И есть там еще не скудна ауховская земля, ногчи волками, которые есть там. Мне без разницы, и эхкай вала, и киштайпан вала, не сильно. Для меня они все одно. Поэтому, кто помогает, тот знает прекрасно. И вы это являетесь непосредственно людьми, которые работают сегодня. Это, конечно, не Академия наук Чеченской Республики, но это наша Академия блогерского искусства, наша Академия реальной истории, которую мы можем оживить и довести, начиная с 10-14, потому что
Я вот сейчас, когда хожу по улице, особенно я в последнее время начал очень много заниматься ходьбой, и во время ходьбы 10-12 лет дети, школьники подходят, просят сфотографироваться и говорят, что они подписаны на нас. Я, честно сказать, я не знал, что есть такие. 12-летние, 13-летние школьники, мальчики, девочки, если знают, значит это хорошо. Может быть, какой-то наш ролик хорошо разошелся, может быть, что-то по тейпам им понравилось, я не знаю. Но это действует. Это действует. И зря вы думаете, что все, что мы проделываем, работу, что она проходит в небытие. Нет. Вы каждый, кто книгой, делом, информацией, картой делится, кто бы вы ни делились, знаете, я ко всем из вас отношусь очень хорошо. Ко всем из вас. Все вы мне братья, сестры, и у меня нету вот там кого-то больше, кого-то меньше, нет. Кто больше дает информацию, поддерживает наш канал в информационном пространстве, лайкает, приводит подписчиков. Я не знаю, какому брату нужно сказать баракаллах, но нам начали реально подписываться люди, и живые люди подписываются. И Инстаграм начал нас банить и отписывать от нас людей, но мы вот сейчас чуть-чуть подняли, уже выравнивается до 40 тысяч подняли. Да, со мной связывались компании, многие компании говорят, что можно купить, там, стоит там 10к, стоит там, 10 тысяч просит, кто-то 7 тысяч просит. Там якобы, если у вас воруют подписчиков, там вы можете оживить и так далее, рассылкой заняться в электронные там адреса, эти приходят все. Но пока и ахнешь дать, я возможность взять, поэтому мне нужна поддержка от вас. И эта поддержка заключается в том, что вы приглашали побольше к нам подписчиков. Сегодня стабильно 20, 30, 40 человек заходили в прямом эфире. Я понимаю, это из-за того, что Инстаграм сейчас многие места заблокирован, и многие не пользуются Инстаграмом, в основном Ютубом пользуются или другими какими-то каналами. Поэтому максимально смотрят, да, 12-летний был, 14 лет одному было, и 13, не знаю, 13, кажется, была девчонка. Их человек 5-6 подошли и смотрят, конечно, смотрят. Есть у нас очень умные, хорошие ребята, дети. Я, когда пошел в школу давать урок по родной истории, кажется, это был 8 класс, и они почти все знали меня. Я не знаю, сколько 8-леткам бывает, 8 класс, сколько лет бывает детям, но они знали в основном меня. И познания их, конечно, нашей истории были очень скудны, но ничего. Вот так вот, друзья, поэтому каждый, вы не понимаете насколько, но мне было очень приятно сегодня. Да, Духуахуалис. Сегодня, я не знаю, это одна сестра, я так понял, что сестра какая-то скинула. У нас не было эфира, видать, она днем просмотрела наш эфир и задонатила. Я, честно сказать, очень обрадовался этому. То есть не только в прямом эфире, но по мере возможности, когда просматривают в Ютубе или в Инстаграме просматривают, люди все равно хотят каким-то образом помочь. А когда они помогают, я могу больше сделать для нашего канала. Само собой, если нет. И поэтому, зная вот эту всю тему с поддержкой, я же вам говорю, зашел один, просит продать меня канал. Зашел другой, позавчера или вчера это было, он зашел, он сразу говорит, ну что там, помогают, не помогают. Первый вопрос, который возникает у человека в голове, помогают мне или не помогают. Я не знаю, почему это их интересует. Ну, видать, может быть, они знают, если вдруг это все как-то изменится. Но что бы это ни было, помогают мне, не помогают. Саниц мялбу, саэту мялбу. Сам дас гоцадаха, я сам буду тянуть эту лямку. Да, будет меньше, да, будет сжато, но я буду делать эту работу.
По крайней мере, пока смотрит хоть один человек, и когда это важно. Мне многие звонят, взрослые, молодые, я знаю, не всегда получается взять телефон, прошу прощения, я его оставляю, и просто иногда читаю, ухожу целыми днями, не трогаю телефон. И все же получается, нет, я не могу сказать, многие люди многие говорят, очень нужно, очень важно. Многие люди, я так понял, из правительства, из руководящих разных департаментов, министерств смотрят. Когда встречают, улыбаются, говорят, твою работу мы видим, очень нужно, очень важно, ДРСХЛ. Очень много, 90% слышу свой адрес такие слова. Конечно, есть и те, наверное, которые обсуждают, обливают грязью. Я знаю, что не без этого. Но худиду дал маршал 20, я не могу ничем им помочь. Если кто-то лучше справляется меня и может это сделать без меня, лучше со своими финансовыми вливанием и всем остальным, техническим подбором, фотоаппаратами, ноутбуками, всем остальным, пожалуйста, сделайте, и меня больше не увидит никто. Имеется в виду в эфире. Ну, пока нету желающих, бесплатно пахать никто не хочет. Будем делать нашу работу. Может, когда-нибудь это станет, может быть, когда-нибудь это станет реально крутой вещью, за которую будут платить большие деньги, и люди просто повалят в эту тему нашей истории, этнографии, культуры. Возможно, но я очень сильно сомневаюсь в этом. Хотя умные люди вам бы подсказали, что историки, юристы вместе могут сделать очень много важного, полезного для становления своего государства. Независимого, развитого, экономически и так далее, и так далее. Они могут очень много сделать для своего государства. Это очень важно. Это будущее наше. Юристы, историки, да и все вместе. Филологи. Очень важно. Очень важно. Поэтому пока мы держимся на простых людях, я простой, вы простые, мы держимся. Те люди, которые хотят нас учить и говорят, вот так должно быть, их всегда было много. Но никто не хочет оказаться в нашей шкуре. Нужно показывать, нужно говорить. Сөйлиш, ойлатныш табой, ой алдиз. Чебер ой махклатныш лачине, сөйлиш, ядадуякне, ой алдиз. Галыш хаяти, ой латныш, ятсяхна гасан, ой алдиз. Ой вежриш поступакини, цан дадел. Мы должны людям дать знать, что мы знаем историю. Мы знаем, как все эти взаимоотношения складывались. Чабан не может платить барану дань. Я бы сказал, что это афоризм, который мы должны запомнить для нашего канала и всех моих подписчиков. Запомните раз и навсегда вот эту простую элементарную вещь. Чабан не может платить дань барану. И баран не может управлять чабаном. Чабан управляет бараном. Это золотое правило и ответ для многих людей, которые задают глупые вопросы. Понимаете? И это нужно знать. Нравится вам или не нравится. Сугубо политкорректно нужно в истории называть многие термины. Не надо, вот я смотрю, у вас есть некоторые разговоры, которые вы там не надо. Вы 2-3 слова скажете, вы пропадете. Я со своими братьями вкладываю в это
4, уже 5-й год нашей жизни. И мы пашем. Ни за что. Бесплатно пашем. Иногда друг другу помогаем, кто чем может поделиться. Вот и все. Вся благодарность. Вся благодарность это когда ты увидишь на улице люди. Допустим, Рикхуай, Чинхуай, Эрснуай, Гунуай, Варандуай. Особенно до Гунуай, Варандуай, Рикхуай, Эрснуай. Ой, Хамиль Шпаровой, любимый тайп наш. Гендаргнуай. Куршлуай. Цуантруай. Ну, цечуай, мержуай. Вот эти тайпы, мелхи и эхки. Вот эти самые болезненные и тейпы, которые снова и снова мы обсуждали. В последнее время Хаккой и Пхамтой тоже. Пхамтой, они выходцы из Эч-Ахк изначально или нет? Нет. Там есть местность Пхамат. Местность есть, но это еще не обозначает, опять же я говорю вам, не нужно, это общее. Ну, ты не любишь, а я люблю. Я люблю Игалай со Шичуай. Я люблю и Мелхи с Шичуай. Для меня нету ни одного чеченского тейпа, который бы я ненавидел. Такого не может быть априори. Ладно, все, на этом я заканчиваю. Итак, я просто-напросто чуть-чуть продлил, потому что заскочил Заур, как всегда, поддержал. И всем огромное спасибо. Массандерес, к сожалению, завтра мы не увидимся с вами, хоть и день чеченского языка и истории на чеченском языке, к сожалению, я не могу себе это позволить. Увидимся с вами, наверное, в пятницу. Да, а так подпишитесь, лайкайте, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно приглашайте побольше людей. Я на связи, не сплю, ваш Башлам. Если я каким-то образом, пока ты эфир ведешь, соседи официально переходят в СМИ, в книгах на литературные чеченские. Башлам собор, девошерба. Стой, бах. Чего стой? Я-то стою, у меня просто... Я и так пытаюсь всячески возможность свою продлить. Сейчас. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Заур и Гуно заходят в последнюю очередь. Когда я в эфире уже 2 часа, я спать не хочу, братан. Я сплю только в 4 часа где-то, я ложусь спать. Шудугдаш, я вот последнее время, да и почти всегда, до 3 или 4 читаю, пишу, подготавливаю материалы. Я редко сплю, мало сплю. Выспимся на том свете. Но вы, когда заходите в эфир, я уже сколько? 12, 23 начал, 00, 01, и сейчас будет 02. Почти 4 часа я бываю в эфире. И вы, как всегда, заходите в самом конце. И мне приходится немножко сложновато и отказать вам. Здесь пишет брат.
Обрати... Мухаммад. Как всегда, братья дышные подключились к поддержке нашей, донейшену, дышные, да, доктор, да, гуну асуязи сёй. На язык обрати внимание. На какой язык имеется в виду? Конкретно в чем гуно? На какой язык? Ты имеешь в виду, какой литературный язык переходит или нет? Поясни мне, пожалуйста. О том, что в основном, которые они показывают, люди, которые даже оскорбляют или обвиняют чеченский народ, да, есть один, был точнее, да, обращает, говорит что-то плохое про наш народ, он говорит чисто на нашем чеченском языке. Даже не диалект, это чисто в основном литературный язык. Понимаете? И это очень странно. А про что, про язык, на что обратить внимание ты конкретно говоришь? Переходит на литературный чеченский язык, переходят соседи в госсми и в школах. Ну, дегдаци так, гуну. Я одного не могу понять, зачем мне скидывать вот это именно, вот эти царинскую находку, сейчас скидывать мне снова и снова, сами головой скидывать. Зачем? Мне зачем это скидывать? Что вы этим? То есть вы хотите рассказать мне, что вы древние или что именно? Я вот этого не могу понять. Я уверен, что вы смотрите меня или посмотрите этот ролик после. А сюек худие бахти, шей находчик, кореня. А хорошо, кореня была худие вахиншу. Что я могу, каким образом это должно меня интересовать? Но есть одна ложь. Что касается курхасов, я знаю, что это многим нашим не понравится. Курхасы археологи давно уже находили и на территории харачоевцев. То есть харачои живут в Восточной Чечне. Там погребальных могильниках были найдены курхасы. В советское время в книгах написано. Гуно, я прав, ты же видел эту информацию тоже? Насчет курхасов я говорю. То есть курхасы были найдены в Веденском районе Чеченской Республики Нохчичуа. И давно, еще в 70-е и 80-е годы нашими археологами. Однако, опять же, я не говорю, что они были наши, ваши, асицабах. Но это точно не были галга, однозначно. И могильники это не галгаевские. Эти могильники чисто чеченские. Как они оказались, эти курхасы, там, или подарили ему гала, я не знаю. Вот, видишь, Крупнов нашел Харачуе. Абсолютно верно, правильно. И причем он датировал его намного ранними периодами. Ты же помнишь это тоже? Это все у нас есть, и оно зафиксировано. Просто этим никто не хвастается. А вы скинули мне видео на официальные новости своих республиканских СМИ, вы скинули фоторепортаж, что нигде на Кавказе ни у кого не было таких головных уборов. Ваши официальные СМИ соврали. Это фейк. Крупнов зафиксировал это в Харачое. Харачое не граничит с Дагестаном. И не надо говорить, что вы подарили курхас Абреку Зелимхану Харачоевскому, он отвез его в Харачой и похоронил. Это не надо вот такие вот рассказы. Я могу, что некоторые могут и такое сказать. Понимаете? Поэтому вот такие вот вещи. Заур, что пропал ты опять? Когда я хотел закончить, ты пропадаешь, как всегда. Поэтому, вам же не понравится, когда я такие вещи рассказываю. Не понравится. А что касается Дечкпандера, который вы показали, вы можете и не такое делали. Допустим, вот опять приближается дата 23 февраля. Посмотрите, как ваши новостные и некоторые чиновники ведут новости и говорят. Депортация ингушского народа, они говорят. Пытаются
депортации ингушско-чеченского народа тоже делают такие. Но это очень так смешно и так глупо выглядит. А наши, начиная с самых высоких чинов, руководство всегда говорит депортации чечено-ингушского народа. Депортации чечено-ингушского народа. Заур, это ты, да? Да, не хватило еще совсем, чуть-чуть не хватило, Заур, для нашего дела. Ну да ладно, оставим. Сегодня не так уж много тех, кто сегодня поддерживает как бы нас донейшеном, но ничего. Вот. И все то же самое. На 23 февраля даже пытаются разъединить. Я просто проверил, я просмотрел все СМИ в этот день, в основном новостные. У чеченцев посмотрел и у наших соседей. Потому что здесь это касается, в этот день это касается только нас. Если были бы другие, я бы и других посмотрел. Вот так вот делают, пишут. Кто виноват? И говорят потом, что это я там что-то делаю. Не знаю. А что мешает нашим СМИ говорить о депортации чеченцев? Я не знаю, что мешает. Я не говорю мешает. Я не говорю мешает. Все понял. Да, нашим ничего не мешает. До последнего верят в братство и единство. Вот и все. Я тоже видел это видео, а Масхадов кричит про какой-то войнавский народ. Слушайте, я могу говорить с точки зрения истории. Понимаете? Я вам говорю, как правильно говорить. 65 или 70 лет мы прожили вместе войнахами. И чем это закончилось? Полным крахом. Младший брат сказал, я хочу отдельно. Я хочу отдельно. И ушел. Все. Это 91 год. Старший остался на месте. Так и получилось. Ни больше, ни меньше. Отец у них один, мать у них одна, грубо говоря, вот, метафорически мы выражаемся. Но каждый стал жить по отдельности. И называть нас названием, которое выдумано в начале 20 века, я не знаю. Я не знаю, почему там историк Майырбек, кажется, Вачигаев его, почему Майырбек, когда он вел эфир по этому вопросу, начали задавать. Я понимаю, вот эта толерантность, вот это взаимоотношение. Я, опять же, я не делю на хороших и плохих. Я не делю народы. Валлахи, биллахи, талахи. Клянусь, я это прекрасно знаю. Но я хочу сказать, чем больше вы будете заигрывать вот этими псевдобратством со всеми, кто делает подлость нашему народу, ничего хорошим это не закончится. Нужно по правде сказать, вот это правда. Не проливать кровь, но нужно сказать в глаза правду. Вот правда, вот что нужно сделать. Понимаете? И в этих вещах нужно четко понимать. Рассказывать о каком-то, там, вот Башлам заходит, а ты вот против войны. Я не против. Я не против. Но я знаю, что такого народа нет. Такого народа нет. Что за народ и как его зовут, вы все знаете. В научной литературе, когда введено новое слово, два новых слова, войнах, слово войнах и слово нахи, вот эти два слова вы знаете. Войнах и нахи, придуманные два слова. Евреем и ингушом. Евреем Яковлевым и ингушом Мальсаговым. До этого этих два слова в научной литературе никогда не было.
обобщающим народ тем более не было. Все. Да, кстати, читал новость, хочу обрадовать. Все, как один, ачхой-мартановские, сказали, что они за переименование Ачхой-Мартана и установление ему статуса город Ачхой-Мартан. Новая столица нашей западной части Нохчичуя. То есть она должна была определенное время пройти, люди должны были за или против проголосовать. Все единогласно проголосовали за город Ачхой-Мартан. А значит, будет расширение. Будут многоэтажные дома, детские сада, имеется в виду все, инфраструктура, как и остальных городских. Будет свой аэропорт, ЖД-вокзал, морской порт, аэропорт для аэропланов, ракетный завод космический. Ну, все будет, короче. Конечно, в многих случаях я пошутил, но в основном про город и статус, и то, что одобрили, и что он будет расширяться, это правда. Так что, да, Даут Мартановцы, Ачхой Мартановцы, да, Духдах дуэл, да, Си дуэл. Все будет лучше, чем когда-либо. Я 99-й нулевых видел это братство до смешного. 4 км осталось расширение территории. Да, расширение Ачхой-Мартан он расширит. Теперь это город, территория будет больше, расширение города будет больше, земель будет раздавать больше, поселение будет увеличиваться. Ачхой-Мартан, город Ачхой-Мартан, столица, вот наша западная, самая так, по границе сказать. Все, что так, что все будет лучше всех. Ачхой-Мартан и так красивое место. И жители его очень добрые, великолепные. Земельные угодья. Мне очень нравится Ачхой-Мартан. Особенно мне нравится лучшая половина нашего народа там. Ачхой-Мартановские очень красивые. Так что расширение города, конечно, это однозначно. Статус города, значит, расширяться будет. Расширяться, увеличиться, будут красивые дома, дороги, все будет для лучшей жизни всех ачхой-мартановцев. И это меня радует. Я не шучу, между прочим, я говорю вам реально, это последние новости. Про то, что одобрили статус и все за проголосовали. Башлам, тхо некрасивый дубоха. Но я не знал, Бено, что ты девушка. Я сказал про девушек, Ваша. Я не знал, что тебе нужно делать комплименты. Я говорил про девушек, про лучшую половину. Я всегда думал, Бено, Бенаси, Альча, что ты мужского пола. Если я как-то обидел тебя, бяхмобил интервал. Башлам, ачхой. Шварт твой коман мехкан пойдя нах бойла. Сондух чо хауне. Уж мне можешь не рассказывать. Конечно. Боула бeur будамуа. Там уже воду проводят в коллекторы, работы уже идут. Работы идут, а по строительству тоже уже все расчищается. Все нормально, все нормально. Все идет по программе в рамках закона. Иншаллах, в ближайшее время увидите. Дела ас-эллам дуй бену, ас-эллага нашей хорошей половине. Палбючук хаук элик цапал сунамца. Ачхой-Мартаня, хазуд бер, что элиас, тхо хаздать бог, дубах тхо хаздать бог. Причем я там про девушек говорю, ты же не девушка, и боас. Или я уже замыкаю, или ты, я не знаю, братан, выбирай сам. Работы начались давно, братан, с осени еще начались работы. Высотки, гостиницы, все будет там, как говорится. Надеюсь, развитие будет, мощнейший толчок будет. О, Казбек,
Братец Казбек подоспел тоже к нашему сегодняшнему эфиру. К самому концу, алейкум ассалам, все подтягиваются к концу, как говорится. Нет, Бено Бенаси всегда был братом, насколько я знаю. И я не могу настолько сильно ошибаться. Обычно девушку можно по разговору как бы вычислить. По общению можно вычислить. Тема какая? Тема была о том, что Ачхой Мартан, столица, теперь проголосовали все, что он будет городом и что поддерживает все. Ассалам алейкум, ба. Бекхан Бекханов. Ассалам алейкум, башлам. Алейкум ассалам. Как думаешь, сколько процентов молодежи в Чечне знают про соседей самые мудрые и древние? Братан, боюсь, что очень малое количество. Кто знает, это может быть максимум Бамут, Серноводск, Асиновка, Самашки, Давыденко, ну, может быть, Заканюрт. Вот дойдя чуть-чуть до Урс-Мартана, еще более или менее люди могут знать. Молодежь из этих сел может знать о них. Дальше абсолютно есть они, нету они, не знают и, как говорится, понятия не имеют об этом. Потому что самые крайние подключились, это были уже позже, когда даже в 18-м тема началась. Молодежь, которая подключилась, это были ауховские. И еле-еле я достал до Гудермеса, то есть и гудермесские. Введено были, все были. Вот дальше Гудермеса уже не шла эта тема. Но ауховские братья были в теме. Это ближе к ним и больная тема была, и они со своим народом были, как один. И выступили, сделали заявление. И, как всегда, кто-то, или это старое сообщение, нет, Казбек, брат, задонатил, Казбек дал духу ахуал, дал сидуэль. Огромная благодарность всем, кто донатит и помогает. Рашлам, ты сказал, в Ачхое вообще красивые люди. Я не люди сказал. Люди тоже красивые, хорошие. Но я имел в виду девушек. Я как-то это вот так вот красиво вышел. Ты сейчас снова и снова об этом говоришь. Доут Мартаньер, Зудберж, Хаздуэла, Сун Хазхиет. Западные чеченки очень красивые. Я не говорю, что восточные некрасивые, опять же. Но западные, они отличаются. Вот. Не знаю, может быть, потому что... ما بيست مخكري وخزنك خزو آلته وسيقومن دا خزدو آلق أستواو عشبك. Мы с тобой-то, походу, холостяки. Да, Заур. Потому что основателем Даут Хилдер. Село это было на реке Мартан. Мартан называлась река. Мартанка. А не Фартанга. Фартанга он уже после начали его называть. Дук хазбу бах Казбекс. Ну, сбамаба хазмабу. Я-то знаю. Береги вайкоман мягкий. Все, Айлс, все. Тоже, Барз Айл тоже обгадил все. Да я не говорил, что бац, ну... Доут был из тейпач инхо. Сюал жгаларниш уггар хазбу. Гавай, юа. Дал дук я хвелко. Хо массарил хазаю дикаю. Хунд альча. Хо ты лучше всех, ты красивее всех, потому что ты подписан на мой канал и ведешь с нами дебаты о нашей истории. Я холостый, счастлив. Бедно. Я бы так не сказал. Не всегда быть холостяком хорошо, но есть в нем и свои плюсы.
Ты знаешь, как в этом Ветхом Завете Заур говорится, каждой твари по паре. Так что мы созданы быть парами. С девушками, я имею в виду. Только с девушками. Поэтому Всевышний создал каждой твари по паре. Читал статью от соседей по поводу, что Ачхой станет городом. Очень недовольны. И на днях решили напротив раздать земли под село и земли ведь наши. Совладал. Не против раздавать земли под село, земли ведь наши ведь. Надо власть подключить, там 530 гектаров это наши земли. И наши земли никто не будет раздавать, поверь мне. На 5, если перейдут, немножко другая ситуация будет. Ассаламу алейкум. Когда начнется строительство селения в Галанчожском районе? Ты в курсе? Я в курсе. Я про Галанчожский район он сказал. Свет уже почти что довели до центра. Села уже должны 23-24 год уже будут все строить там. Речь пока, по крайней мере, обещали так. Быть холостяком ни одного плюса. Иштумух эльдуба. Поэтому сейчас, может, некоторые программы свет, газ, дороги уже довели. Остальное уже за делом тех людей, которые там будут проживать. Участки, документы подготовлены уже. Фамилии подали те, кто будет туда строить дома, уезжать, жить там. Вроде бы всем сказали в правительство подать документы. В основном это Уарстхоевцы, Эхкы, насколько я знаю, Мелхи. Вот они будут в основном те, кто в Галанчожский район по этой дороге живут, земли которых будут восстанавливать селение, то они будут возвращаться туда. Ну, не только именно эти тайпы, в основном они и другие нохчи тайпы. Там не будет сектора, эти только будут тайпы там жить. Там будут жить все нохчи, без разницы, как и в остальных селах. Разные тайпы. Все, кто готов жить в горной местности, жить в горах не так просто. Разговоры, вот эти понты, конечно, ведутся, что там якобы, как говорится, мы готовы жить в горах и так далее. Но жить в горах фактически невозможно. Это очень сложно и невозможно. Там другие условия, климат другой. Старшее поколение еще было готово жить. Да и оттуда, с Галанчожского района, ехать там куда-то, даже в тот же районный центр, не так просто. Братан, до меня не дошло, Казбек. Но 5000 это не так много. Думаю, что там будет больше семей. «14 минут осталось. Время он у меня стоит. Уже 2:30 будет. Алейкум. Казбек, вам будет нравиться цыган. Хода, движ, вам будет нравиться. А? Делать вам-то, خير ضغط عدينا اكتيفيات عالي تحقيق تقدر ديون رؤية انرجي كندوما دور دي السلام عليكم شو مسيا تعمل شاتيه شافي شو أشياء تعجب تذهب رديت تعمل دي وانا تعمل بار منوت بدو باش تعمل أروت تجاوز جوار صعب بواب أشترك تحب خير عشان ما تجاهية دل إيش دور حية دل كلها ما دردي كيس отгорный оцен подготовленный маши كلها для горных переходов юга слегка дохкуэса дело короче حلوات عضل دخوة جيم لسه مرة سناك يوش سايتشجع فهي بربح كان جيم وزين أمو بين يبدو ويش وجه صدوش هنا ده لا خوش دخل
там проблем нет. Мощный горный чолк, мощный, почти там, шварц достаточно, лошадок. Ну, хороший такой горный. Его, короче, одним словом, да, через арку надо в это. Она уже действительно дохла, опять она някакая. Она пешкала, надо в это. Там уже не аж хайно. Короче, в случае чего мы выпрыгиваем. Обязательно. А что пришло, шедер, что ходить сагу. Война у вас рестичер. She туфлиш, я she более что, she да, а вот надо, хайфай да, надо. She туфлиш старый чувак, и зау. В общем, короче, мы застряли. Так, ходу то сейчас хайбов и бяхкан, что эти галант ваш бяхкан. Короче, нас там уже машин. Ну, так, гор бармаши у тебя. Так, там есть, хочу даже мощный джипшу. Кто-то сам машин, я уже. Уже ота урбел, лука урбел, короче, юхан югадяхкан, хайбо югбел, тиги урбел, тига татардел, без боша. Собордя вы ищет от Харлурда. Короче, вы иду я ухабовет лортиню. Короче, от эрки олча хамет маютига телефон луч. От эрки олча гибелли телефон туй. Короче, от бау олча кивиш хабахтур боси сунха. От бау олча хотя бы тон духалдул. Где-то часа через 3. Ось да, хачита. От бачите хочу. Пара стуфлишу хавали. Эрча мичу галцага. Салли каулале, салли изборватия. Адела, мастер сагати, духа любом жу, ана харса букой цахачу гешал. Йо рестичур, война ост. Таблетки тя. Хабяу. Тота дота итре хотти хош. Илда из-за доды, что цуру сидочмет. Хирютеш аль сидочмет. На самом деле, вот говорят, вот аура, хильти теча, тау мою, это диатир. Когда такой тарио люкас, это одинаковый, лямна одинаковый, не что. Одним словом, короче, тех вот вот, короче, в конце концов, то нахеча. Выше уже хабехкан, так радуал доктор. Ее отсветали, волчу самое эти отсветили, я венок, жмот дюн, говорю, я от нашхаши, я же отсветничаю, кларитель, тейпа как раз с тейпа ночи, нового жуйка. Иметь что, юшу, а тюн цели щищина воздух. А еще бука нет чуешь. Yo галги того ича хаехни даехни хаехни галги юос бани хуняди гили эксубар والله بالله يربى هلست يا هتر يا دايل يشوا هتر يا باردس داتيك يا هتر يا دايل يشوا زاروا تولل يا هو إيمت يشوا سوين تاعك دودك دودك Я просто, знаешь, сейчас о чем подумал. Сейчас как раз эта трагическая дата скоро опять будет у нас в истории. Мы каждого 23 февраля. Я представил картину. Во-первых, это не джипы. Проходимость Студебекеров была невысока той горной части. Я просто на секунду задумался о том, Казбек. Представь себе погоду, дороги были не такие, как сейчас, а сейчас считаются дороги хорошими. На этих грузовых машинах, на этих студебекерах, чтобы добраться до Галанчожа, до Хайбаха, до Нашхи, до Акки и оттуда вывести людей, але я просто-напросто, я просто не передать реально. Асунбаун, Танцигат, Сахильчун, Ходать, мы поднимались на открытие мечети в горной Лам-Ахке, ездили в Нохчичу, горная Лам-Ахке, и штаца Альч, на Киетрамабаце, а то некоторые тут пытаются Лам-Ахке, Шейбу Бош приписать. Вот горная часть Нохчичу, Лам-Ахке, Дакач, Халдолшкана, и Цациш Ахке,
Так, крутой подъем, ну, сигар, не все. Сухая погода, машина у нас предназначена для горной езды, то есть на которой мы ехали. Просто сучуа, лечкайна. Вот мне казалось, что я лежу вот по вертикали на специальной машине, и нас 2 человека всего. Я представляю, каково. И сегодня есть люди, которые никогда в жизни, Казбек, там не жили, не были, разговоры ведут, но если они хоть раз туда сами поедут, потому что вдоль этой дороги до того просто эта машина не пошла туда. Просто она не поехали, не ездили. А считается, что Тигр был не через арку Большула дехо была диклош бони. Кстати, бех басон. Бех и лош бу, бех басон. Я хочу, чтобы ты понял. Бех галар даблохчан баунас, чтобы ты понял. Галар рошничол давага улли хаду. Ты это? Så ni sakiter ja. Idag och är lirse shinabo sanaka arkeolani bu och peshkobo. И гутер от пешколболняк бехобу баолер 56 километров от поста до Хайбаха через Аркубон 52 километра пешколбон. При этом няка пешкол волейбол в этом солнечную погоду. Зима до ден так просто хатбол участок утига. О, знаете, то не сбердить толга и вильвешул, сунда зима до шла очень нежелательно ездить через пешку. Он дальше делда тига аблабичхена абсолютно والله تحيق كيشات وتبا دير اورنا خوز ولز بغالس خوز ني اولای ديل داله и случай участвовал и случай участвовал и случай ма лазавин висансо что реально от нее, хотя у меня, например, тот же квадроцикл, и чуган мою, именно ее и чуганятся, но с квадроцикл, и чуганю, с опытом, с специальным горный тормозащик, шахаз нормально, мощный аппарат, мэрис, от нее что участвовал, это настолько коварная дорога, что буквально за секунды всегда хочешь так, так я вот волает, а дер и это могу от адам до всегда есть, что инсон бабе за всегда баба будет, что от хайп хой от нахар нахбуй, царя, что баг безен мусо, хамет шедатес яца, хамет яца шедатес, инс хотят телил, специальный транспорт есть глиел, шей мост сукешниш до дешбуй и нахой. Шейшамян юртан долбяш будет наш хай. Не дай бог, хоть юртан, я не знаю, хоть дават эти говорят, то есть отца трепетно душе, да и хабер метта, но отца трепетно относиться дальше. В общем, означает, бас однозначно, да, так безумно, дальше. Остига болбича, да. Семашкар, решничер, гихчер, хайпай буй. يشعبوا شديلا شون هنا واستوي ده حرش تجمع اشتردوي وجدوي بوش تكلمش نشوفون دياشتويس دياشتويس بوش تجمع رئيس بوتاش بر نو ده حرب بادي تقدر شو ده عمودو ليري تشوف عمايتيس ونداش ده سودا الله мы тоже выходили с инициативой тشوف عمايت عاليس но тунахат действительно именно отметка мемориалии отметках наган гуду милду хурдош памятью серёж юх китамаду хил потигадол шена это Казахстан яқи бешлериш кегибартуш самове ана сразу шая хайпроват нашвоват до диа вот точно 2 hours она и 2 из 2 hours она
سيميايا شوية هم صغير وينوات يباخ وينوات برياشيا وينوات شيء بيرني ميت جايتا جاي كاريشت ويقومن قاعدين حالدو هردو وجدو يوخ Правильное история воспитание, يوخ достойное دقنا воспитание. Вот что да значит. سند يو يوروبير حبوي يوخ تا يوروبير تدعك تزود بيشتر что модно зуд бештер кажен. Имеется в виду там плане там макияж, там туда-сюда, короче. От, конечно, чубакан, ой, досан бюрах. Да, цифра, да, Зонда речь, короче. Имеет кша цикшлир шел сага азбах от то, что цикца бюрдах, он цикца تجاني اشتغل زول مش زين سخيلة تجاه 100% وديل غير تنبوش متجون ده شو تمت ولا ريجولار نليل شو انت أوه يبلوا ده يسافر سايس هو ذكر تجاه إكاج دفيرة جواب مش $10 دولت $10 $10 لبوش إيش حليرش بو نيخ بدك دي تجاه سقوي участок تجاه سب گورن укреплениеш. Миссия есть, правильно? Ja, bulschulch. Missия есть. А вишта, انتو تقول عم تبيش بو نعبوي. قيت جرم طول خلباتس. كده يا تعرف участок, ну ровно нормально участок мы видите. Но там до циг не билен. Хум خلاح او потенциалш районуис ундельч цик хамел я помилуш цик хамел гешл адамдуй не только на озеро, только на озеро, а вот именно да именно ويشتاو نوع حبول متكو باخر بينوي فونتروي куршлой вардлой короче о восточная аура наш бацой ich حاوخ يو اوتياري الصوت سيوتشايا زيري صاب ديليغاتيو تيك راسقي شي ميتشو تاع بورسغو ايتياتني نوختشي موسر خلاتك باريا دوبل يا تاوت تيتبعكوش ميموريالن يهر كويو يت إباشني أتي تاع قدي شو عينو إباشني قوان عائدا لا طبعا شو ده مو سريوز دي صارت يا أخي أنا لا نورشم باس وعنق شو وات وتصل متك لا مو تبوت ويد والله بالله يا بخوزيجي تاجو تيجي كوش يا والله إيش كوس أكوش قاس عم يجر مداش هريش تام الموافق يوغي دوسا أركي حلو يرتشجع فوق دقي بوكوش ثاني مكة غير عنكر يعطيل إيازينك إيمان شيء إيوانداليزم إيوان شيء ده خارج شوي موضوع إذن عمتي حلو يتشم شامل هر بيزم وش بيزم دعيا زي متك بوش أربي وخلق والله تاس وزبيع حدول يتسيازيش أسمى بوغ نسامم ديلا إذا أنت متك مويون ألش وتك دعوت شو إيشون بيحلش سكالايس تجنن حقوش كيجي بوكوش لا تش почти там مش يس بوكسوني خل سؤال يوم دي يالني أقول عم درسوني يخوغني عليه كان مك وشاية زي الماتش ما إيبو بالوابشي مك وشاية زي عدد البلازيني إيش كسبك إيش يوسف تعالى يوسف يا سوا وسيدنا تاسو إمت كشة تانا تعسزناتنس إن صنبا درجيزا إذا كجي دولش إن توشنا دكتور سون إنها ميشر بورزير بريش إذا كلينا بوش مت كوي перкистя. Я колдия. Иnis теперь дохале том дабел спириля. Не сажим участок, я растяга кемшол, шиса права движ морисо.
كم سلايا داني son badig dich so jetzt ja noch tembole last shake war so خلص صغا so استوى بس so موضوع شلوات so но مربيت غادر молодой жер қойт қартылуш молодой жер қойт вам дабелче вот там юк я ел хоте мешария so дикдагон. Короче, и молодежь, та музыка, та иностранная, та музыка, и музыка, и лан, а борзера, еще барх механ, и кем шлая балин баркуш. А тот, какие мы тут своя, сколько там, 16-17 лет. А цвет тебе, от тебя концерт, цаши, вокобариш. Я целый шон. Типа халдуешь, делаешь, елаешь, наешь. Короче, дохчи дачу. Больше более варду бож. Там я тут я так и тут кабель-то он, короче, да я узи, чурая. Короче, пятый жмадили, что ты рублей, я шугаэл. Чурена, ха? In trotuurder duur in het haar letter dolster. Dus us duur bar trop. Probi bedwa, trial bedwa, это trop. Hinza да, hinza hala просто. Я к чему это говорю? Hinza, я понимаю, насколько так действительно гладваршила их или. Инсингуан хуяха у него за нас ревность. Чун хома дутро. То есть вот лир сатейнах цунис. Инту замечание на цубо. ثم تباعي شو هردون شو كل ما دير باقو سيات ما سيات با بورصة جا هنزا ما دير غيت نتوى موضوع جا ده تعم ده بكان ميريوم سندل سام ما بقي خلتش جمال يعني например انت يازنك باقة مكة يازنك وي يا تا ده تاقولا تاسمنيني يا وق مغيلا نعم يموستاني تفيدنا انتو وو ياخو يازور ياشي Да, ему станет стыдно, что я зуряти. Юношеский максимализм. И тот хизар. Хизар чукуясаню, я сам чукуясан сам. Пищи, вичай, бегался. Чука язинаш генион. Чука язинаш генион. Воша, отсях сундул аиют, асрикбах. Дирбент яхвала. Тай ас чукуяснер запись. Бали ерматсон, я Гуа ерматсон, Индиайл. Дауган. Здесь были чеченцы, альнан докки букваш язин раскачу. Докку, да, асфикбах, сикахдин дол дабан. Дуния есть, а вообще, разница вообще, асфикбах, это нету слов. Они есть везде, в Питере, вон вчера. Там просто-напросто даешь, нах будешь. И дауаганча, эти паразиты, люди-паразиты их называют. Вот эти люди-паразиты, они есть везде. И без разницы. Понимаешь? Ну, хаздат, бадик, я ажгутар, букидек харду. Но поздно пить. Здесь были чеченцы, я сейчас сам видел. Где-то то ли 13-й год, то ли 14-й год. И так как Бога в Таиланде хочу. Это русский круиз, так называется русский круиз, на в этом, ну и дуй корабль, дуй пароход, дуй, короче, яхту есть. Сутки, посещение там островов, там Индийский океан, туда-сюда, там еще Сатулью. И должен дальше Юран, фойе гостиницы все встречаются и дальше адалды шлюк. Так, все это самое вали, где-то минут на 5. Как всегда. Я опоздал. Наша пунктуальность. Ну, на 5 минут. Хавиан, что русский круиз, а почти шая гастама уйти. Его коммунитет, хавиан, хасада, диадас, фойе. Азбагас есть пунктуальный бат, короче. Ой, первый должен доказать габор. Я скажу, слашу, и минуту, 3 минуты, отдавать, ты уаушу, дела, короче, на бабу, и я звоню вот этому турагенту из Самир Боша, коптор из Египта.
В общем, если уж был английский, танковый, короче, если этот пароход и теплоход, если еще от пирса не ушел, я представитель этой туристической компании, сейчас кядут олон всякие, а потом мне перезванивают, сейчас за вами заедут. В общем, за нами заезжает он азиат, но я Россия, или Руссия, и там футбол, он я все усомняется, пацану. А что бахты, чтобы растить, казах, он оказался казахом. Ребята, вы откуда бах? Делах. Вермит, были на самом деле. На самолете мы почти 10 часов летели. Ты Бобет, говоришь, откуда вы бах? Знаешь, чеченцы мы. Да я понял. Что, серьезно, чеченцы бах? Да, чеченцы. Йо, моща, лохаин, юга хаш, я ашу. Что, ребят, серьезно вы чеченцы? Короче, первый раз, что ли, чеченца видишь. У меня же шеф чеченец, бах, представь, да? Ну, как шеф чеченец? Да, ну, вот, это, когда болезнь, долго чудил. Йо, ты лодату, братан, бах, у меня для тебя сюрприз. Я к тебе твоих земляков везу. Из-за Ильяс Бохш, Побединский, Тергиздир. Примерно Сарендер Хирурш. Канту, Дерон, золотой парень. И сега целя, вот завода является сега. Короче, Харук Буа. Ой, хобо, как я жулил, да. Если корабль, а ты что, слушай, корабль, я ошлат, я буду тебя, что корабль, ходочь, она сейчас светит вируоли. Вот корабль, я мероприятие, короче, номер у цель. Короче, все города России, я бы раз будет 300 человек. И они кидают деньги, там подходят, там кидают деньги, говорят про свой город. Там Москва, там, или там, что, там, Орел, или что, Питер, или что. После он чувствует, что Грозный, отдельно, что Грозный, турборгасты. Представьте, даже в это время, вроде бы, казалось, гасты, Москве был постоянно информационное давление амахиливой. Гасты, ищет, был, короче, ночь будет, я тогда теперь говорю, да, утовенно. Один словом, еще ночью ворк цубуа. И вот азба. Азба, ночью хабели он кузигаба. Квазо ночью бог, сучин хабели. Духан лезага, именно откроется, он аниматорс, или ба, ночью волос, я. Ёх ша, короче, хейнен мелуй, а чуть мог кухечение, че? Вала, короче, шорты стою, ну, видите, на самом деле, шорты майки бен, там лили лама, да. Короче, вон, ну, лохожу из этой, да, да, вон, а ушло, говорит, бахроны. Салам алейкум, да, ва алейкум, салам, я лава маши ночи. И я вообще тергал завеш. Yok şol verdi, zut verdi, zut verdi. Чува Сагумского. Сагумского, короче, шесть город Юкевех, а что комет гейтер туба, очень гела, как же не гиловат. Там мой дивзя, там мой фиги, и да, я говорю, оружие, лаорбай. Иди греголов. 60, вот я их сказал, охота горбайз. Одним словом, короче, в общем, любой такая чё. В Сингапуре, Кейчер, где-то это 2015 год. Того Вубар Сарис, Мичо Вуду Сагар, шей начальник отдела кадров Нохчубар в Сингапуре. Так что Нохчим дюнемял тут айсай бойлю был. Нохчибу, и что я заметил, сюлибу.
Hodake Schmidt, Salam alaikum, brat, Tiga, David, or так, це от акваланкец, це что, что там заполняешь анкету. Так, заполняешь анкету, так, а модерал, есть, а Россия цезидир, а Чечня алязидир. А видимо, David карта, что малойся? Все David, ты что, ассаламу алейкум, брат, ты лавес? Что дочь ветик баци, да? Да, لا, чоба контор, очень, чоба контор, согин вообще, короче, حوالي ما تشوف خسيتشين عقيد ما تشوفه ونادي نكتشي تو حبين شهدا تو تقبل بوتال قصوي فينا بار تيجا местный شهر شهر سبورك بحكم بار Да, بعدين تايلاند крышевать там тига жизнь одежда какая-то тема была приехали за кого-то впрягаться. В итоге, короче, вино-бар, хуй, царь. А тебя, когда ты въезжаешь в эту страну, на самом деле это исключительно доброжелательно. Царь, они запускают свою страну, чуют, царь. Тебя исключительно приветливо будешь, постоянно, ну, страна 1000 улыбок на улицу, ну, доброжелательный был, но от гича, даже если вот вы будете лежать, а местный будет на вас прыгать, а вы будете лежать и извиняться, в любом случае, шубяк, это чуть-чуть дух воздушным. Армия туристические, подчалка, турист Карлоуса бошел. Поэтому категорически с местными не цепляться. И еще один момент, категорически король портрет. Король-то у них полубожество, то есть Кстати, там тоже не все так просто. Там есть, кажется, если я не ошибаюсь, северный Таиланд, а Бусул Таиланд, Бутига. Они что радикальны, сразу герздовичи, но они и те мерицы, я интересовался, они ближе к Индонезии и Малайзии, Сигар и Бусулдин, диадалес. Официально 5% Таиланда мусульмане рузмняха, аса ходи рузбас, дик швартхане хансига. Как турист давана после этого, это осван, шварт весьма висаритига. Ну, потом я переехал в Камбоджу, там я жил. Теперь, вот рузмня, твой мухоль арах үштейся. Арах үштейся, да? Так, насчет короля, кстати, Бену Бенаси, если про короля скажу, кстати, интересный момент. Арах, ишкужнаши, си рузбдеш. Ну, это не все, конечно, местные, турки, арабы, ишмагути гашвар. Эрмлай бушвар, мадардич, эрмлай бусолбац. В общем, по поводу короля, царя, и король, чтобы вот мы понимали отношение вообще населения к королю. Что надо я год не помню, то ли 12 год, то ли 2009 год, то ли 2008 год. Армия захватила страну. Они сделали военный переворот. Они вошли в Бангкок, они захватили всю власть и спросили у короля, что нам сделать. Представляете, да? То есть они фактически захватили эту страну и спросили у короля, где? Король им сказал, отводи войска, уходи в казармы. Все, он отвел войска и сдал обратно все. То есть против короля и военный переворот, против короля они не пошли. Потому что король у них, и король, и навел нет, я тебе объясню. Это совершенно другая культура. Если сейчас мы будем... О чем я тебе говорю? Смотри. Давай одну мысль закончу. Насчет короля не договорил. Это самый видос. При всем при этом отношении к королю, вот при всем при этом отношении к королю, во всем Таиланде портрет короля Гина. Вот во всем Таиланде, вот клянусь, я их считал. Вот во всем Таиланде я видел 3 его портрета.
Вот я закончил вопрос про короля. Вообще позиция Япония особенно самая сильная славится. Это еще ничего. Вот в Японии сильнее даже, чем в Таиланде. Поклонение, уважение к своему королю. То есть вот перенесенные в этом фильме отношения, кстати, исторические фильмы, вроде бы сняли голливудский фильм с этим Жимни Гуацеру, Томом Крузом. Самурай и рыцарь. Вот на самом деле тот, кто читал Бусидо, закон самурая, неписанный закон Вэй, он Халсан, ты его читаешь, ты понимаешь культуру вот этих азиатских стран, в том числе Индонезия, Малайзия. Просто единственное, даже с проникновением ислама, допустим, самое большое исламское государство во всем мире, это не Саудовская Аравия, это Индонезия. Больше, чем в Индонезии, мусульман нету нигде в мире. То есть, как государственное устройство. И что я тебе хочу сказать? Даже там они отличались, они ходили косяками. Они создавали треугольники, и в этот треугольник по краям чуть парштоси, шайбаш на дахит борца, а юг из удрихит борца. И обязательно их тема была определенных хандуксига, их рандезин реализовал, и вордет дама дельня, дама дельня, хан дама дельня, уже любой формой ахвоми, что отсиге, харман глоба. И они, хоть третий, своя на солнышко, на третий этаж, третий, четвертый этаж, среди всего этого колорита, кастинг индонезийчи, таиландчи, бусулна. И вот я что хотел сказать по поводу их верования. Даже само буддизм, их религиозное верование, их направление. И у них, и по отношению к ним, и камбоджийчи, лаосябичи, намного больше беспредельничества по отношению к ним. Но даже, несмотря эти азиатские страны, не сильно, но у них понятие хинцаму Эрдогана. Изнах будешь по отношению к людям. Только изнах. Boba. Башка, تجربة اللي سمعت شو политики тяне основными уйзатым сын как давал эфире Амадити Гумнаш Казбек, и это к чему насчет портретов. Абсолютно мы говорим, ничему. Мы говорим об истории. Вы культуре, вы да, мы ни к чему. То есть это у них полубожество, и у них еще полубожество туриш болча бена тартатёва. Это пример. Во-первых, я знаю, Казбек, я тебе скажу честно, поверь мне, я уже за эти годы, за эти 5 лет столько увидел подводящих к этому вопросу. Здесь сейчас, в данной ситуации, еще раз говорю, Казбек не первый день у меня в эфире, и с самого начала Ошу. Он знает, что у меня в эфире мы политику не обсуждаем. Мы сейчас в данное время говорили, просто-напросто обсуждали ситуацию, отношения и к туристам, и к своему королю, и к религиозные воззрения этих людей. Есть там очень много моментов, которые я не могу, к сожалению, рассказать, но я знаю. И даже вот сейчас переворот, который был в Таиланде, эти моменты прекрасно мы знаем и обсуждаем их. Даже и их давай сейчас мы внесем одну ясность, значит, мы сейчас внесем одну ясность. Король, когда он приходил к власти, то ли 7 миллионов было тайцев. За 70 лет его правления население Таиланда увеличилось в 10 раз, то есть до 70 миллионов. Значит, Таиланда оккупация Хелпачалкатис. Значит, это одно из, по-моему, единственных вот этих восточноазиатских стран, да, южноазиатских стран, да, которые не было в оккупации. Значит, у них король является полубожеством. В их культуре нету системы
и до цунах буддийский статус щи, портрет дячи и культурят бог цель. Вот нет у них этой культуры нету. При этом у них король является Нет, ты полубожеством. хочешь сказать, я понимаю, ты хочешь сказать и объяснить, что по идее должно было быть наоборот, по сути своей. Если он является полубожеством, что было удивительно. Должны были быть везде и портреты и так далее и тому подобное. Но... Но соцсеть меня удивило при их отношении к королю, когда они выезжают в страну, они говорят, ни в коем случае не критикуйте их короля. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Теперь говорит, я изображение. Но если мало туристических болчмет для ознакомления с правкой, король Милу Элла, Шингаха не снимать видео на фоне этого короля, оскорбительный комментарий ешь. И у Мадир. Поэтому не надо ничего. Я бы съездил бы, хотел бы очень, если попаду в Пхукет и Валярсон, я очень хотел бы, где снимали вот этот фильм, хотел бы место вот этого фильма, который снимали с Леонардо Ди Каприо, «Голубая лагуна», кажется, называлась. Фильм. Вот это место, остров, у них островное место, шмаец, а чё хазличуш. Белый. Кстати, самое интересное, там у них есть такой тур военные базы, то есть бывшие американские военные базы. Вот когда ты попадаешь на этот остров, вот ты понимаешь, самый белый песок, самый там, знаешь, прозрачная вода. Огар дикметшка, шем базнашин. Огар дикметя, шем базнашин. И метш далее ашвалуш, американцы. Таиланде, такое отношение, Россия, башта, побаштергался уорца, но в Камбодже Россия уэльча, так, когда ты вот в этой стране, в Камбодже, в Лаосе, в этой области к русским относятся по-своему, честно, стоит отдать должное. И в Вьетнаме тоже относятся по-своему. Ну, дело в Вьетнаме, честно говоря, не сказал бы, в Вьетнаме я тоже был, я не сказал бы. Но вот в Камбодже из-за Пол Пот, это еще то чудо было, он, конечно, был. Я его в дворце был, в дворце Алласо, и я видел его пыточную камеру. Ну, по камере, юба арцарис, тюнтюрмахе, юба арцарис. Дела, дари, царь, тут я ючел, сколелен. Короче, он убивал умеющих читать. Он убивал высоких ростом. Это был страшный тиран, давал, там просто психически ненормальный, вообще. Царь, короче, дворец, бассейн, павлины, то есть внешне фасад шикарный дворец. То, что творилось под этим дворцом, это просто, по природе, вот по этим алам дуи, вот сметушка алам, ойчо мял тердошту, имеется в виду, такие кустарники, море, и теперь, кстати, один удивительный момент, я там видел храм. Этому храму, это наследие ЮНЕСКО, 2000 лет. Теперь вот интересно, куда? Вот храм Пяхакам был. И краска щезер шуал. Хак краску бар, представили? То есть красный цвет сохранится до нефти. Иметь на самом деле уночь о истории. Потом и храм Ангор, что он значит, на Пантоне огромный храм. Некоторые говорят, вообще 8-е чудо света. В храме Валуанорс, очень просто бактуал. Около исторического ночи, серьезно, на мою есть. В общем, иметь
еще скажем, что возможность хильч, на самом деле, по финансам не изменить кшетиш. Хоть и дакет шел дама, он аж вакт гамет тигет, там, сон за 50 тысяч садвакуш, почти бут бэкан сега 50 тысяч рублей. Оала 50 тысяч рублей, это что специально чему надо делать. Сон делишь, салду сон на самом деле, до чувол шен, до течь ахка, он изабри кювелор сокол, ДРС, заходи, если что. Друзья, ну, ваши уколки там, Бено, Бенаси и всех остальных, я все вижу, все слышу, все нормально. Аж я зуштегу, кедегу, массана ДРС хил, массера бюстег алёвил, всех моих друзей, всем тем моим братьям, сестрам, в основном только братья были, братьям, которые задонатили, огромная благодарность. Всем ютубовским подписчикам тоже салам маршал, ДРС, не забывайте лайкать, подписываться. Связи аду, массера дал эту бойл. Если будет что-то интересное, важное, как я вам сказал, пишите, скидывайте в директ. И не обижайтесь, если я вдруг напишу, там, видел и все остальное. Ладно. Адекюэль, марш. Если вдруг получится завтра, если не получится у меня, то встретимся в пятницу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адекюэль, марш. Бюстегалева.